Федерального центра, также Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта Минтруда России. Виктория Валерьевна непосредственно занимается вопросами разработки подходов к организации системы ранней помощи на федеральном уровне. У нас также в гостях наш партнер, давний партнер и федеральный эксперт Розенкова Юлия Анатольевна. Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, заведующая лабораторией комплексных исследований в области ранней помощи Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт коррекционной педагогики Российской академии образования, город Москва. И хочу также с большим удовольствием представить наших коллег, которые принимают участие. Это наши социальные партнеры, наши друзья, Ханты-Мансийский автономный округ. Под руководством сегодня коллеги приехали командой для того, чтобы поделиться с нами своим опытом. Под руководством заместителя директора департамента социальной защиты Молдановой Ирины Анатольевны. Коллеги, ну я вот сейчас, наверное, так вас представлю. На самом деле всего 6 у нас сегодня коллег представляют Ханты-Мансийский автономный округ. Это как раз те люди, которые непосредственно оказывают реабилитационную помощь. И мы очень рады тому, что целая группа специалистов сегодня принимает участие в очном режиме, приехала к нам в гости. Наверное, я на своем, нашего модератора представим. Девушки, вы сами представите? Да, сами. Нашего коллегу из Челябинской области представят сейчас коллеги. А я хочу вам пожелать успешной презентации проектов. Вы будете, безусловно, все услышаны, какие у вас будут интересные предложения и вопросы. Может быть, от наших экспертов поступят какие-то рекомендации, возможно, по доработке или, возможно, по решению каких-то вопросов. Поэтому, пожалуйста, будьте активны. Ну и всем желаю удачи в нашем родительском форуме. Спасибо. Спасибо. Как вы заметили, наша программа достаточно объемная, у нас будет очень много выступающих, но мы бы хотели ознакомить вас с правилами нашей площадки. Я буду выступать сомодератором, и мне выпала роль быть плохим полицейским, то есть я буду засекать время вашего выступления. У меня огромная просьба к выступающим рассказать из отведенного времени нами половину. И по возможности вторую половину вашего выступления мы бы хотели провести в диалоге. Мы очень будем рады, если будут вопросы от наших гостей, непосредственно от родителей. Но и самая главная задача нашего сегодняшнего форума – вдохновить других родителей, у которых уже есть достаточно успешные практики, рассказать о том, что есть хорошие позитивные практики, и также публично похвалить, поблагодарить наших родителей, потому что они выполняют ту роль, которая, ну, сложно ее вот переоценить, если так сказать. Модератором нашей площадки выступит наша гостья, которую мы пригласили из Челябинска. Это Кириллова Елизавета Эдуардовна. Ага. Так, у нас хороший тамада и конкурс интересный. Я Елизавета, это Елизавета. В конце можете сфотографироваться, загадать желание.
Так, давайте представлю. Елизавета Ава, куратор и организатор инклюзивной модели «Ресурсный класс» в общеобразовательной школе, член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области, региональный координатор ВАРДИ по образованию детей-инвалидов, эксперт Общественной палаты Челябинской области по вопросам образования и еще очень-очень много регалий. Она познакомится с вами сейчас посредством своего выступления. Ее выступление будет первым, поэтому приветствуем нашего первого спикера. Ага. Так, перед тем, как мы начнем, у нас есть еще одно приветственное слово, которое я, к сожалению, пропустила. Да, сейчас, подождите, пожалуйста. Разрешите пригласить народного депутата Республики Саха-Якутия, председателя Комитета по делам семьи и детства Илтумен Атласову Алену Николаевну. Добрый день, уважаемые участники форума. Я прошу прощения, я коротко выступлю перед вашим выступлением. Ну, уважаемые родители, наши эксперты, Елена Александровна, я приветствую с этим важным событием форумом родителей, потому что это важно родителям именно участвовать в жизни, быть первыми, кто участвует в жизни ребенка, причем ребенка с инвалидностью. Я не просто вот сейчас буду говорить от имени парламента, от имени Комитета по делам семьи и детства. Я больше сегодня выступлю и поприветствую вас как общественный деятель, как основатель, учредитель родительской организации «Благотворительный фонд «Праздник жизни». В 2001 году мы основали фонд, чтобы помогать родителям, семьям с детьми больным раком. Мы прошли этот долгий путь, были пионерами в республике. Конечно, сейчас совсем другая ситуация. Сейчас идет большое взаимодействие с властью. Очень много экспертов приезжают. Тогда было, конечно, очень сложно. И когда мы начинали свою деятельность, помните, вы сейчас знаете, конечно, родители, что у нас действует больничный храм, Солнечный город, реабилитационный комплекс в Национальном центре медицины. Это был наш такой самый первый масштабный проект. В 2007 году мы начали его, и мы его под девизом провели «Лечат не только лекарства». Потому что вот сейчас вот конференция – это после того, как лечились дети, необходимо еще реабилитировать. Причем мы сделали это все для того, чтобы была ранняя реабилитация, чтобы дети в стенах больницы уже начали реабилитироваться, чтобы как можно быстрее вернулись в обычную свою жизнь. Конечно, инклюзивное образование, уроки доброты. Мы начинали все эти проекты, тоже привлекали экспертов. И в 2010 году, еще будучи в Полярной звезде, в гостинице мы провели первую республиканскую конференцию родителей. Вы все молодые, наверняка не помните, но это было очень давно, сейчас, казалось бы, в 2010 году. Но сейчас, уважаемые дорогие родители, мы со многими с вами взаимодействуем уже в стенах Илтумена, как руководитель Комитета по делам семьи и детства. Мы организовали 2 круглых стола. 2 круглых стола, это первый был именно по реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, и второй вот республиканский по детям с инвалидностью. Конечно, все это было во взаимодействии с родительскими организациями, общественными организациями, с фондом Харысхал, который сегодня вот проводит это мероприятие. И действительно, очень многие вопросы, которые были поставлены родителями, были услышаны. В том числе мы после этого сделали закон республиканский о внеочередном обслуживании детей в медицинских учреждениях, детей с инвалидностью. Этот закон у нас работает, действует. Конечно, есть очень многие большие проблемы, конкретно касающиеся обеспечения жильем, лекарственным обеспечением. Но и здесь, уважаемые родители, без вашего участия, без вашей активности, конечно, многое
не может получиться. Поэтому, уважаемые родители, я желаю вам плодотворной работы. Я, конечно, пришла работать с вами, слышать вас, и все вот ваши практические предложения будут услышаны и дальше вот взяты на карандаш нашего комитета по делам семьи и детства. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие друзья. Особенно радостно видеть сегодня в зале родителей особенных детей, потому что каждый, кто пришел сюда с своим проектом, это особая, наверное, надежда на счастливое будущее особого ребенка, это надежда на то, что семья с особенным ребенком может жить такой же полноценной жизнью, как и семья, у которой в медицинских картах нет, может быть, такого количества диагнозов, и каждый родитель, особенно ребенка, который сегодня здесь в зале, наверное, это люди с очень открытой душой, открытым сердцем, огромным желанием жить, волей к победе, поэтому спасибо огромное, что вы проводите такую большую и сложную работу, здорово, что вы пришли сюда поделиться своими проектами. Искренне хочется пожелать тоже всем участникам сегодняшнего мероприятия такого позитивного настроения. И очень ценно, что в зале присутствуют уважаемые эксперты, потому что, с одной стороны, мы практики, с другой стороны, есть представители науки, которые многое уже прошли, видели и знают. И, наверное, когда вот есть этот синтез практики и науки, это получается самый лучший обмен опытом и, может быть, рождение новых проектов еще более эффективных, чем то, что было сделано на сегодняшний день. Поэтому всем участникам хочется пожелать вот такого позитивного творческого настроя, обмена опытом. Ну и перейдем к тому проекту, с которым пригласили меня сюда, прежде всего родители особенных детей. Наше знакомство с родителями города Якутска началось 1,5 года назад. В зале присутствует потрясающая мама солнечного ребенка Люция Анисимова. Можно вас поднять? Потрясающая женщина, для которой нет расстояний, и есть огромное желание, чтобы для ее ребенка открывались возможности, чтобы была школа, чтобы были друзья, чтобы было ежедневное общение. И нас познакомил и стер расстояние проект «Ресурсный класс для детей с инвалидностью». И я хотела бы коротко рассказать о том, как этот проект реализуется в нашем регионе, в Челябинске. И поскольку мы с родителями запланировали такой обмен опытом между регионами, я надеюсь, что родители будут задавать вопросы, задавать самые любые вопросы. Чувствуйте себя совершенно свободно, не стесняйтесь. Ну, прошу. Итак, наш проект называется «Ресурсный класс для детей с инвалидностью». Целевая группа проекта, я хотела бы обратить внимание родителей и специалистов, которые присутствуют здесь. Это не только дети с аутизмом, как часто считают, что ресурсные классы – это только для детей с РАС. В 2019 году в Челябинске открылся первый ресурсный класс, и его учениками стали дети с синдромом Дауна. И, в общем-то, уже на сегодняшний день, дети закончили 4 класса, показывают очень хорошие результаты. А результаты заключаются в том, что некоторые ребята выходят практически на 80-90% в классы нормы из ресурсного класса, усваивают программу достаточно успешную, не только свою индивидуальную образовательную, но и ту программу, которая дается обычным ребятам в обычных классах. Я считаю, что это очень крутой результат, это та, пожалуй, мечта, к которой стремятся многие родители. Хотя мы понимаем, что, конечно, есть такие особенности развития, когда все-таки ребенок занимается в индивидуальном формате, и здесь в ресурсном классе только выходит на определенные уроки в классы нормы, в сопровождении специально обученных специалистов, тьюторов. Ну и, безусловно, вы увидели уже на слайде, что у нас есть и косвенная целевая группа, то есть это дети с обычным уровнем развития, это и родители, и педагоги. Безусловно, хочу сказать, что иногда есть такое мнение, что ресурсные классы создаются только для детей с инвалидностью, и вроде как надо бы детей пожалеть и взять их в общеобразовательную школу. Но на самом деле спектр вообще влияния прихода особенных детей в обычную школу, он очень большой. И сегодня уже на пленарном заседании я говорила об этом, что меняется в целом практически каждый участник образовательного проекта, то есть если это 1000 учащихся в школе и там педагогический коллектив 150 человек, в жизни каждого из этих людей происходят изменения. Ну, простой пример.
наш директор первой школы, когда она встречает утром детей, она говорит: вы не представляете, какой заряд позитива я получаю. Обычно некоторые дети идут хмурые, уставшие, не выспавшиеся, а тут заходят солнышки, каждая сияет, поднимает настроение, но настолько вот нам это нравится, это задает какую-то вот бодрость и энергию. Для педагогов, конечно, можно, наверное, следующий слайд. Для педагогов, конечно, общеобразовательные школы плюс того, что появляется ресурсный класс, а ресурсные классы, в общем-то, это технология в нашей стране хорошо известная, она существует уже 10 лет, и родоначальником этой технологии является Центр проблем аутизма. В 2013 году они открыли первый ресурсный класс в Москве, в школе имени академика Кузнецова 1465, и на сегодняшний день эта практика, представлены на слайде всего 4 региона, а на самом деле сегодня 40 регионов запускают успешно ресурсные классы, и в эти ресурсные классы идут ребята с разными особенностями здоровья, что очень значимо для родителей. Следующий слайд. Что бы я хотела сказать, что плюс, конечно, ресурсного класса не только для обычных, особенных детей, педагогов, родителей, но и для детей уровня нормотипичного. То есть мы наблюдали за тем, как дети становятся более внимательными не только к своим особым одноклассникам, но когда у нас со всеми случился коронавирус, многие достаточно бодрые, энергичные люди ушли на больничный и обратили внимание, что если раньше дети были невнимательны к родителям, то здесь стало проявляться больше заботы, внимания, теплоты в отношениях в семье. И, безусловно, родители наших проектов связались с тем, что их дети задействованы ежедневно в том, что помочь детям на уроке, подсказать. Вместе, когда они выезжают на какие-то общешкольные мероприятия, происходит очень много теплого общения, которое влияет, в общем-то, на круг жизни обычного ребенка, его отношения внутри семьи. Я думаю, что уже ознакомились со слайдом. Прежде всего, конечно, ресурсный класс – это помещение на территории общеобразовательной школы, специально оборудованное. Мы еще иногда шутим, что это у нас, знаете, как такое место для подготовки полета в космос, потому что для наших особенных детей учиться среди нормотипичных ровесников – это все равно, что полететь на Луну. Мы так шутим, как родители, я тоже родитель, потому что на самом деле преград существует достаточно много. Это преграды в поведении, это преграды в развитии речи, это преграды в возможности находиться в обычном классе и слушать фронтальные инструкции учителя, выполнять задания. Безусловно, это достаточно сложно. И вот в ресурсном классе отрабатывается большая часть тех дефицитов, которые существуют у особенного ребенка. Зоны ресурсного класса представлены на слайде. Для тех, кто, я знаю, что здесь много родителей, которые впервые слышат про проект или для них эта информация будет полезна. 4 зоны ресурсного класса. Обязательно есть зона индивидуальных занятий, где дети проходят адаптацию. С ними проходят индивидуальные занятия с психологом, логопедом, дефектологом. Но самое главное, конечно, это зона групповых занятий, где ребята начинают постепенно заниматься и готовятся к выходам в ресурсный класс. Безусловно, что для каждого ребенка готовится индивидуальная образовательная программа, и фишка всех ресурсных классов – это как бы ключевая такая особенность, что все программы обязательно основаны на прикладном анализе поведения, то есть тестирование детей проводится с помощью методик ABLS-R и WebMap. То есть это методики, которые позволяют даже у 2 детей с одинаковым диагнозом одного возраста увидеть действительно очень много разных особенностей и построить настолько персонифицированный образовательный маршрут, что позволяет действительно достичь высоких результатов в обучении наших особенных детей. И что очень важно для детей с особенностями развития, каждый ребенок такой испытывает определенные сенсорные дефициты, и для того, чтобы он мог выдерживать учебную нагрузку, создается зона сенсорной разгрузки. Это так называемый, в некоторых ресурсных классах делается дом совы, это, в общем-то, всем известная такая удобный формат организации разгрузки для детей, очень удобно, когда есть это в школе. И, кстати, это в наших проектах является классным фактором, когда между обычными и особенными детьми начинается сближение, потому что первоклассники обычные, они тоже очень устают от нагрузок, и когда они узнают, что есть такой классный кабинет, куда можно прийти, покачаться там на качелях, попрыгать на батуте, то
во-первых, для них это тоже доступно, они тоже могут отдыхать, а потом постепенно в игровом формате между особыми и обычными детьми завязывается дружба, что тоже очень важно для их сближения. И, конечно, ну, это сближение для нас самое главное, потому что цель, конечно, создания ресурсного класса – это не столько, чтобы наши особенные дети достигли такого же уровня развития, как обычные ровесники, мы понимаем, что в ряде случаев это невозможно, но чтобы возник круг социальной поддержки, когда ребенок не только в школе общается, но и есть нормотипичные ровесники, которые с удовольствием с ним общаются во дворе, на детской площадке, приходят к нему на день рождения. Ведь для многих семей с особенными детьми это огромная проблема, когда семья после того, как объявляется диагноз, находится в социальной изоляции, когда сужается круг как друзей папы и мамы, так и, в общем-то, не каждая семья будет готова повести своего обычного ребенка в гости или на день рождения, где есть ребенок с особенностями. Сила ресурсного класса еще и заключается в том, что прежде чем такой проект запускается, проводится колоссальная, огромная работа по принятию особенных детей среди педагогов, среди родителей. И форматы здесь, конечно, самые разные. Это и круглые столы, это и дискуссии, просмотры фильмов. То есть самое главное – достучаться до сердца каждого человека, потому что на уровне ценностей, что родители особых, что родители обычных детей, конечно, хотят одного, чтобы дети развивались в максимально комфортной среде. И важно договориться о том, что, в общем-то, у нас много общего, но нюансы, они всегда есть, и они решаемы. Можно следующий слайд. Ну вот, пожалуй, очень важный тоже слайд. Золотые правила создания ресурсного класса. Опять же, повторюсь, что для ресурсного класса нам нужна только общеобразовательная школа, то есть истории, когда нам предлагают очень крутой коррекционный интернат, очень крутую коррекционную школу, где вроде бы есть все специалисты, они, к сожалению, не работают, потому что, с одной стороны, есть высокое профессиональное выгорание специалистов, которые десятилетиями работают с особенными детьми, это все-таки, мы понимаем, сложная категория, а с другой стороны, такого ежедневного общения с обычными ребятами мы в коррекционной школе организовать не сможем, ведь все наши особенные дети после стадии адаптации потихоньку начинают выходить в классы нормы. Есть ребята, которые практически на все уроки выходят, есть дети, у которых количество учебной нагрузки снижено. Что очень важно, конечно, для того, чтобы коммуникация между обычными особыми детьми состоялась и чтобы дети могли спокойно выходить на уроки в классы нормы, я уже говорила, мы используем прикладной анализ поведения и, что очень важно, пишем программу коррекции нежелательного поведения. То есть мы, по сути, формируем у особенного ребенка, снимаем ту преграду, которая мешает комфортно ему не только обучаться в школе, да, но и его семье порой выйти куда-то в кафе, в ресторан, в театр и так далее, потому что, к сожалению, если у нас у ребенка ограничен репертуар речи, то, конечно, функцию речи часто берет на себя нежелательное поведение. И вот научить ребенка себя вести как раз это такая большая сложная задача, которой мы занимаемся в ресурсных классах и помогаем детям действительно эффективно включаться в коммуникацию с обычными ровесниками. Безусловно, что для того, чтобы все получилось, нам нужен достаточно сложный кадровый состав, и в отличие от коррекционных школ, где тоже у нас могут быть и учитель, и тьюторы, все-таки здесь работают специалисты-эксперты, куратор и супервизор, то есть это люди, которые имеют колоссальный опыт в области практической работы с детьми с нежелательным поведением, которые оперативно реагируют на запрос ресурсно-тьюторской службы, и для того, чтобы все-таки была эффективность в обучении детей, мы действительно ведем графики, то есть как осваиваются те или иные академические навыки, как прирастает ребенок в навыках социального взаимодействия. И, безусловно, что если мы видим отсутствие динамики, то мы снимаем на видео, мы разбираем ситуацию отдельно с супервизором, с куратором для того, чтобы все-таки высокая динамика в обучении ребенка присутствовала, потому что мы считаем, что нет необучаемых детей, есть просто недостаточно качественная, подготовленная образовательная среда. И если все сделано по уму, если все продумано, то тогда динамика есть в обучении любого ребенка с любыми особенностями развития. Можно сделать следующий слайд. Коллеги, нет, это предыдущий. Собственно говоря, можно, наверное, дальше следующий слайд. Я уже об этом сказала. Это тоже можно
Ну, что очень важно, да, то есть я бы хотела акцентировать внимание на том, что ресурсный класс, я говорила, он полезен для особенных детей, для обычных детей, для педагогов, и что очень важно, он открывает новые возможности для родителей. Ведь большинство родителей детей с инвалидностью, нам известны опросы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, как правило, это люди с высшим образованием, которые, к сожалению, не могут вернуться на работу, потому что в определенном периоде дети достаточно сильно болеют, и родитель не может находиться постоянно на больничном, ни один работодатель к этому доброжелательно не относится, и терпение рано или поздно заканчивается. Ну и, к сожалению, в дальнейшем просто высокообразованные люди, они вынуждены оставить любимую работу, и, конечно, это влияет и на качество жизни семьи как в финансовой сфере, так и, собственно говоря, в психологической обстановке в семье. Так вот, когда наши дети выходят в ресурсные классы, когда для них созданы максимально комфортные условия для обучения, у родителей, во-первых, все-таки появляется возможность выйти на любимую работу, а во-вторых, очень-очень важный момент, снижается вот эта высокая тревожность каждого родителя, особенного ребенка, что я что-то не сделал для своего ребенка, что я не выполнил самое главное, потому что, конечно, каждый родитель особенного ребенка думает о том, а что будет с моим сыном или с моей дочерью после того, как меня не будет, и значит, я при жизни должен организовать максимально эффективное обучение. Я не могу это сделать там на 2, на 3, я должен это сделать на 10 с плюсом. И, по сути, конечно, обучение в грамотном организованном ресурсном классе, оно дает эту десятку. Я говорю это не просто как организатор, а как мама, у которой ребенок тоже, в общем-то, уже 4 года в ресурсном классе проучился. Ну, можно, наверное, следующий слайд. Это тоже можно пролистнуть, потому что мы уже об этом поговорили. Дальше. Ну и что очень важно, мы считаем, что обучение в ресурсных классах – это как трамплин в будущее для человека с инвалидностью, потому что кроме непосредственно образовательной деятельности в ресурсном классе и выходов в классы нормы, у детей есть совершенно замечательная внеурочная деятельность, где они учатся делать то, что будет востребовано в жизни каждого. Они учатся готовить, они учатся ухаживать за растениями. У нас есть спецкурсы, когда ребята выезжают в центр ипотерапии и там ухаживают за животными, то есть, по сути, как бы мы так простраиваем, примерно просматриваем их мостик к будущей трудовой занятости, потому что мы понимаем, что невозможно заставить особенного ребенка делать то, что ему не нравится, но если мы нашли сферу приложения и огромное желание ребенка какие-то навыки развивать, то это на самом деле может стать основой его будущей профессии, и для семьи, конечно, это тоже очень важный момент. Ну и можно следующий слайд. Следующий слайд. Нет, вы уже как-то вернулись в начало. Или нет, давайте дальше. Ну вот буквально, наверное, пример из нашей школьной жизни. На слайде у нас девочка Маша, мальчик Ваня. Маша на фотографии слева, она не посещала вообще детский сад, и ее как бы родители очень скромные люди, мама медсестра, папа, в общем, человек простой профессии, они попытались устроить ребенка в детский сад, у них не получилось, закончилось конфликтом, и тогда они решили, чтобы Машенька училась в центре коммерческом для детей с тяжелыми множественными нарушениями. И когда Маша пришла в ресурсный класс, то она вообще очень боялась выходить в коридоры на перемены, потому что слышала, что там бегают и кричат дети. То есть у нее было представление о том, что это дети с очень тяжелыми формами аутизма, действительно дети без поведенческой терапии, то есть ребенку было просто страшно выйти. И когда через 3 недели, мы проводили очень аккуратные тренинги, и представляете, когда через 3 недели у нас ребенок понял, что это оказывается, дети так играют, в ее в 7 лет это было впервые вообще. Она увидела, что дети, оказывается, могут играть, бегать в догонялки, друг друга обнимать, может быть, детская дружба. Вы не представляете, какая у нас была первая любовь в конце 1 класса, когда Маша заболела, и мальчик из обычного класса ей написал там классное письмо, нарисовал сердечко, и там ребята рисунки отправили. То есть ее родители просто вот плакали от счастья, потому что на самом деле это для ребенка классная возможность. И сегодня Маша, в общем-то, закончила 4 класс, практически на уровне нормы. Ну, конечно, это такой не очень частый случай для ребенка с синдромом Дауна. Между тем это есть. И осваивает она уже обычную программу достаточно хорошо. Ну, а мальчик Ваня, это мальчик
мальчик с аутизмом, который тоже в нашем ресурсном классе, когда пришел учиться в первый класс, совершенно не играл игрушки, не мог взаимодействовать с людьми. Ведь для ребят с аутизмом мы знаем, что вот социальное взаимодействие – это такое наиболее слабое место. Как только произошла ситуация с коронавирусом, ребятам нельзя было выходить из классов, и мальчишки с синдромом, и вот Ваня с аутизмом, они просто оказались в ресурсном классе, и нельзя было ни с кем взаимодействовать, только вот в одном помещении. И Ваня научился играть, Ваня научился мыть посуду, научился накрывать на стол, потому что как бы был вот такой доброжелательный круг одноклассников. Кстати, это были ребята с синдромом Дауна, которым очень нравилось и готовить, и там мыть посуду, и играть. В общем, получается огромный плюс. Во-первых, для самого ребенка от такого общения, да, что он все-таки в ресурсном классе, есть разные форматы. А во-вторых, ну, наверное, для детей вот действительно с разными особенностями развития, то есть это к тому, что ресурсные классы могут быть по составу, по наполняемости совершенно разными, и дети с разными нозологиями, они могут очень здорово друг друга дополнять по навыкам в процессе игровой деятельности, учебной, как в процессе взаимодействия в ресурсном классе, так и, конечно, когда они выходят в классы нормы. Ну, я думаю, что я достаточно уже долго рассказывала про наш проект. В общем-то, наверное, на этом, может быть, мы просто прокрутим в конец, покажем наши контакты, и я просто с удовольствием отвечу на вопросы родителей. И, может быть, последний, наверное, тезис, вообще, как была построена организация ресурсного класса, это была все-таки инициатива родительской общественной организации. В начале Министерство образования и науки нашего региона относилось к такой практике очень сдержанно. Было определенное недоверие, что вообще можно запустить такую практику и сделать ее эффективной, поскольку попытки запустить ресурсный класс на территории региона до нашей организации предпринимались несколько раз. Но была достигнута договоренность о том, что мы все-таки этот проект запускаем совместно. Нам предоставляется со стороны министерства школа и выделяются ставки узких специалистов, тьюторов, логопедов, дефектологов, отдельного ресурсного учителя, а мы организуем весь процесс обучения специалистов, супервизии, инклюзивные события, мероприятия, работу с педагогическим коллективом и с родительским сообществом. И спустя год, когда было понятно, что, в общем-то, мы добились хороших результатов, мы приглашали экспертов из Москвы, которые занимаются практикой ресурсных классов уже не первый год. Оценки мы получили самые положительные, они касались как общей среды в школе, то есть улучшения отношений между педагогами, снижения тревожности родителей, лучшие показатели по академической успеваемости и снижению нежелательного поведения у детей. И тогда на уровне нашего региона было принято решение губернатора о том, что увеличиваются подушевые коэффициенты финансирования детей, которые обучаются инклюзивно, и была подписана дорожная карта по тиражированию этой практики ресурсных классов, и до 2024 года в нашем регионе откроется 20 ресурсных классов. 8 работают уже на сегодняшний день. С вашего позволения, мы бы хотели вручить вам благодарственное и наш небольшой презент. Ага. Я еще не хотела уходить, я хотела еще на вопросы ответить. Я хочу сказать, можно задать вопрос? Мы будем вручать благодарственное сразу, потому что все люди у нас заняты, и чтобы мы, чтобы потом... Можно задать вопрос? Также, пользуясь случаем, еще хотелось бы рассказать о том, что приезд Елизаветы Эдуардовны стал возможен благодаря поддержке фондом президентских грантов нашего проекта «В первый раз в инклюзивный класс». Елизавета Эдуардовна в рамках форума выступала утром, сейчас будет с нами, и 28 июня мы проведем встречу с представителями Управления образования и Министерства образования. Также мы бы хотели пригласить представителей школ, поэтому если вдруг ваши друзья, коллеги, начальники, директора школ, мы будем рады видеть вас, потому что мы хотим... Извините, что перебиваю, можно задать вопрос? Подождите, пожалуйста. Мы хотим, чтобы данная практика ресурсных классов закрепилась у нас в республике. Ваш вопрос? Ага. У меня такая ситуация, и в конце я вопрос задам, да? Сначала я... Нет, пожалуйста, сразу вопрос. Мы, к Ага. сожалению, очень торопимся.
Ну, я быстро. В общем, я устроила своего ребенка в специализированную коррекционную школу. У нас была ПМПК, что ребенок может учиться на дневном образовании полный день. Но вот это руководство школы постоянно на меня пишет то в КДН, то в ПДН Ваш вопрос? жалобу, что я якобы мучаю ребенка вот так, его каждый день, ну, вводя в Пожалуйста, школу. ваш Да? вопрос по... И мой вопрос, как выдержать вот это давление, что делать дальше, если у ребенка есть права учиться в школе на дневном образовании, и когда вот школа постоянно пишет спецсообщения на то, чтобы якобы я мучаю ребенка, как выдержать эту нагрузку? Вот в этом мой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Не совсем могу идентифицировать вопрос к отношению предыдущего выступления. У нас в благотворительном фонде Харсхал есть очень много хороших юристов, к которым вы можете обратиться. Также у нас есть Кондратьева Олеся Эдиковна, представитель Всероссийской организации по защите прав родителей детей с инвалидностью. Я вот хочу именно... Хорошо. Ваш вопрос, к сожалению, региона. сейчас не относится к теме к нашего форума, и мы передадим обязательно вам контакты юристов. Почему? Это же все равно относится к образованию детей, особенных детей. Друзья, есть ли вопросы, которые относятся к теме выступления? Да? Верните слайд. Плохо слышно. Да? А вопрос? Или вы просто сфотографировать хотели? Так. Я правильно понимаю, да, что ресурсный класс, его главная задача – это переход в нормальные классы, как вы говорите? Нет. Ну, пусть человек задаст вопрос. Да, то есть ну, главная задача перевести ребенка в обыкновенный класс внутри этой школы, где он обучается, то есть он получит после 9 класса аттестат. Или это будет… Это ваше видение. Ну, я у вас Нет, я такого не говорила. Смотрите, у каждого родителя задача разная, и когда мы приводим особенного ребенка в школу, мы как родители понимаем, да, что у особенных детей разный уровень развития. И есть дети, которые идут учиться по цензовым программам, если мы говорим про РАС, то это 8.1, 8.2, да, соответственно, эти дети смогут получить аттестат после окончания школы. Сколько они смогут находиться в ресурсном классе и сколько они будут находиться в классах нормы, на берегу вам никто не скажет, потому что нужно смотреть на особенности поведения ребенка, и мы понимаем, что динамика в развитии особенного ребенка, она, ну, вот на 100% ее предсказать никто не сможет. То есть, да, есть качественная диагностика, есть необходимые качественные занятия, и специалисты делают все, что возможно. Второй момент. Есть категория детей, которых не цензовый будет уровень программы, то есть это как часто бывают дети с синдромом Дауна, там 9.1 и 9.2, или дети с РАС программы 8.3, 8.4. После окончания школы, где был ресурсный класс, эти дети не получат аттестата, они получат просто справку об окончании школы. То есть задачи перевести ребенка, понимаете, как бы мы не подгоняем ребенка под какие-то общепринятые правила и нормы. Мы смотрим на особенности развития самого ребенка. Если он тянет, и он получит аттестат. Если он не тянет, он будет находиться в ресурсном классе какую-то часть учебного времени, заниматься по тем программам, или тем предметам, которые ему недоступны в обычном классе, а те предметы, которые доступны в классе норм, он будет туда выходить вместе со своими обычными одноклассниками. Понятно? Да. Ну, то есть аттестат получить возможно в ресурсном классе. Вы задаете абстрактный вопрос. Если седьмой вид. Я вам заранее не могу сказать, но у седьмого вида вероятность больше. Понятно.
Есть еще вопрос. Коллеги, у нас ограничено время, потому что докладчиков очень много сегодня, и очень важно... А можно один вопрос? А если у ребенка есть Подождите, задают нежелательный... вопрос. Мой ребенок учится в 35-й школе. Это, наверное, единственная общеобразовательная школа, которая имеет 2 ресурсных класса. Закончил в этом году 2-й год обучения в 1 классе. Когда мы поступали 2 года назад, нам сказали, что мы в этой школе будем обучаться только 6 лет. 3 года в 1 классе, потом 2-й, 3-й, 4-й. И после обучения, окончания 4 класса мы выходим из этой школы. То есть продолжения дальнейшего обучения в этой школе в ресурсных классах не будет. Как нам, родителям, добиться того, чтобы наши дети продолжали обучаться в этой школе до конца, до окончания 11 класса, до 9? Смотрите, здесь нужно, я думаю, у меня будет предусмотрен, я нахожусь еще несколько дней в Якутске, будет предусмотрен формат индивидуальных консультаций. То есть я вам предлагаю просто на консультацию записаться, потому что это индивидуальные частные вопросы. Я не думаю, что это всем интересно послушать. У нас не очень много времени, и разбирать ситуацию со школой, там достаточно много деталей и подробностей нужно выяснить, чтобы вам дать какие-то конкретные рекомендации. У нас каждый год возникает проблема открытия ресурсных классов в новых школах. И если родители не добиваются открытия ресурсного класса в общеобразовательной школе, их открывают в школе-интернат номер 28. Поэтому, мне кажется, когда-нибудь родители со временем с этой проблемой столкнутся. Ваши родители уже сталкиваются с проблемой, что есть дети с особенностями развития, и родители хотели, чтобы они учились в ресурсных классах, и, скажем так, не вполне удается этот запрос решить. И с этой целью я и приехала сюда по приглашению ваших родителей. Мы будем проводить встречи, потому что в рамках вот такого общения на форуме мы эту задачу сейчас с вами точно не решим. То есть она решается в другом формате, с другими участниками. Спасибо большое. Поэтому я вам просто предлагаю записаться на индивидуальную консультацию, мы обсудим ваш вопрос в частном порядке. Друзья, я предлагаю, если есть какие-то частные вопросы, просто передать сюда к ведущим свои контакты в виде записки, ваша фамилия, имя, номер телефона и, может быть, там суть вашего вопроса. Мы вас просто запишем на консультацию, чтобы не занимать время присутствующих частными историями. То есть с уважением каждой семье, но поскольку у нас регламент, мы должны все равно работать на мероприятии, дать возможность всем представить свои практики. Я думаю, тогда мы перейдем уже и будем представлять следующего докладчика, да, и Елизавета мне поможет. У нас есть некоторые смещения. Сейчас мы формируем проблемное поле, потому что... Не поняла. Да, пока решаются технические вопросы, да, то есть вообще по классике жанра в ресурсном классе может учиться от 4 до 8 детей. То есть, и это, как правило, такой большой кабинет, не менее 70 квадратов, и для того, чтобы сделать 4 зоны, и мы с вами понимаем, что достаточно большое количество, больше 8 человек нельзя, потому что каждого ребенка сопровождает индивидуальный тьютор, на территории ресурсного класса работает отдельный ресурсный учитель, то есть детям должно быть комфортно, потому что когда слишком много, то дети будут отвлекаться, им будет сложно, особенно на стадии адаптации. Да, вы верно сказали. По-разному. Даже ребенка сложно устроить коррекционную. Так, смотрите, получается, особенно первоклассников, вы знаете, не оценивают, да, а начиная со 2 класса там ситуация разделяется. То есть дети, у которых цензовая программа, то для них готовятся специально контрольно-измерительные, как это называют, материалы, и их оценивают. Для ребят, которые идут не по цензовым программам, они не получают оценок. И, конечно, система домашних заданий тоже предусмотрена, может быть, она более простая, чем у обычных школьников, но закреплять то, что делается в школе, конечно, очень важно, потому что все-таки у наших детей есть определенные особенности внимания, памяти, и, конечно, если мы дома занимаемся немножко в летний период, на каникулах, то, конечно, у детей не происходит так называемого отката, который свойственен нашим особенным детям в процессе обучения. Как обычно у нас складывается практика того, что мы рассказываем про то, как должно быть. Представители от Минобра и Управления образования, к нашему великому сожалению, не присутствуют.
И у нас получается вопрос в одни ворота. То есть мы чаще всего выступающему, будь то со школы, с другого региона, задаем те вопросы, которые должны решаться в частном порядке с именно представителем органа исполнительной власти, который отвечает за вопрос образования конкретно вашего, наших детей. Мы предвидели, что у вас будут вопросы, проблемные моменты, которые вы бы хотели решить здесь и сейчас. Для того, чтобы сформировать понимание того, что конкретно вас беспокоит, мы хотим предложить вам принять участие в формировании данного проблемного поля в анонимном формате. Пожалуйста, достаньте свои телефоны. Мы презентовали форум как родительский, поэтому вопросы были для родителей. То есть с чем сталкивается ваш ребенок, что бы вы хотели улучшить. Если вы специалист и у вас нет ребенка, в скобках я исправила позиции того, что если вы работаете в организации, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Пожалуйста, сканируйте QR-код и укажите вашу ролевую позицию. Вы родитель, вы эксперт или вы работник, который непосредственно осуществляет деятельность с детишками. Да, вы можете также ставить нам сердечки. Понятно. У нас есть один фанат. Да. Ага, отлично. Если вы, пожалуйста, достаньте камеру своего прекрасного телефона, засканируйте QR-код. Так, я засекаю 1 минуту, и мы потом пойдем дальше. То есть для чего нужно формирование проблемного поля? Когда у нас есть проблема, первая реакция, с которой мы сталкиваемся, чаще всего это желание решать ее в каком-то деструктивном виде. Чаще всего потому, что мы не знаем, как правильно должно быть. Поэтому иногда, если вы хотите получить правильный ответ на свой вопрос, вам необходимо самостоятельно разобраться, что есть правильный ответ на ваш вопрос. Да. Так, хорошо. У нас 20 участников отсканировали наш прекрасный QR-код. Давайте до 25 наберем, потому что, чтобы у нас была с вами хорошая выборка. Да. Ваша ролевая позиция кто-то Валентин, то есть важно указать не ваше имя, а вашу ролевую позицию. То есть, да, мы рады, я из-за этого вы Валентин или Валентина. Так, вот, хорошо. Мама руководитель, да. У кого-то могут быть смешанные позиции. Хорошо. Так, мы с вашего разрешения пойдем дальше. Ко второму вопросу перейдем. Угу. Вопрос звучит следующим образом. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей жизни с ребенком с инвалидностью или в своей работе? Вот вы вышли из дома, нет у вас пандуса, напишите нам. Или у вас, кто сказал, что у вас проблема со школой, напишите здесь. Конкретизируя ее в 2-3 словах, сформулируя, в чем ваша проблема. Вам не открывают ресурсный класс, вы не можете перевести ребенка. В чем проблема? Потому что при написании проектов нужно всегда обоснование. Эта проблема правда есть? Сразу, пожалуйста, расшифровывайте предвзятое отношение к ребенку со стороны кого? Со стороны ваших родственников, может быть, вас, может быть, учителей вашего учреждения. Так, сейчас я попробую задемонстрировать это на втором экране. Ага. Так. Ага. Вот на это прям 2 минуты. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей жизни с ребенком с инвалидностью? У меня, например, нет контакта с врачом. То есть каждый раз я записываюсь через колл-центр. И запись к врачу занимает больше времени, чем прием у врача. А учитывая, что реабилитацию нужно проходить 3-4 раза в год,
и еще нужно куда-то выезжать, и нужно приносить справку в детский сад, мне кажется, что я к врачу хожу чаще, чем на работу. Вот это моя проблема. То есть, несмотря на то, что есть закон о том, что я должна прийти в поликлинику и без очереди зайти, я не могу этого сделать. Угадайте, почему, да? Так. Нет пандуса, нежелательное поведение ребенка, нет возможности корректировать поведение, нет коррекционных классов, общество не принимает людей с аутизмом. Так, я сейчас чуть-чуть пролистаю. С какими проблемами сталкиваетесь вы? Нет ставки оплаты труда адаптивному тренеру по настольному теннису. Ребенку сложно завести дружбу со сверстниками. Так, друзья, где про школу? Так, про школу вот. Вот мы будем встречу проводить с директорами, и что мы им покажем? Что мы им покажем? Так, непонимание, хорошо. Так, про школу, пожалуйста, напишите и пойдем дальше. У нас 26 участников и 72 лайка. 73. Да, хорошо. Напишите, пожалуйста, вопросы. Проблемные ваши проблемы. Проблемные проблемы. Там видно, да? Так, сейчас я сама посмотрю, видно или нет. Так, вы пишете или написали? Мы дальше переходим? Хорошо, дописывайте. Последний раз повторю. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей жизни с ребенком с инвалидностью? Ага. У нас, смотрите, есть трансляция на YouTube. Тут тоже видно. И в Zoom тоже видно. Поэтому, товарищи из Zoom, вы можете отсканировать вот QR-код, если вдруг. Так. Давайте еще 1 минуту и пойдем дальше, потому что регламент достаточно у нас. Угу. Да, давайте я проговорю, что пишут. Так, непонимание со стороны врачей, педагогов, нет современного оборудования, нет специалистов в школе, нет школ для детей с аутизмом, не хватает специалистов. Было бы хорошо, если уточнили, каких. Нет специалистов каких, где, что вам нужно, кого вам не хватает. Отсутствие знания со стороны разных специалистов про наше заболевание. Да, это прям... В ресурсном классе 35-й школы нет штатного супервизора и нет прикладного анализа поведения. Так. Хорошо. Так. Нет пандусов в многих организациях. Это прям вообще оказывается стресс, потому что маломобильные граждане у нас в том числе и дети. Проблемы межведомственного взаимодействия. Ну, то есть, если мы подведем итог, ну, как бы такой предварительный, да, это вопрос того, что... Нет, не будем подводить. То есть проблемы в воспитании ребенка, в вопросах его социализации, знакомства с этим миром. И есть проблемы с получением той помощи, в которой нуждаетесь лично вы и ваш ребенок. Так, хорошо. Так, ну все, у нас ответы вроде бы закончились. Давайте мы перейдем к следующему вопросу. По вашему мнению, какие есть проблемы в реализации инклюзивного образования или реабилитации в учреждении или в учреждениях, которые посещает ваш ребенок или где вы работаете? То есть вот у вас есть ребенок, он у вас ходит или в школу, или в детский сад и посещает реабилитацию. Вот посещая учреждение данного вида, формата, с чем вы сталкиваетесь? Так. Да, пустой экран, но я думаю, что укажите, пожалуйста, потому что меня беспокоит формат встреч, когда мы с вами собираемся и нападаем на человека, который, может быть, вообще, ну, как бы не должен решать то, в чем у вас есть вопросы.
Но иногда, когда мы приглашаем вас на встречи с профильными специалистами, многие в силу основной занятости не могут, это понятно. Но это не снимает с нас ответственности, как с родителей, в требовании того, что вам хотелось бы или что вам нужно. Так, начнем. В Сувак-Нерюнгри нет общежития, постоянно надо арендовать квартиру, нет поддержки для родителей в реабилитационных центрах. У меня случился шок, когда за 1 месяц в Нерюнгри я потратила 89 тысяч рублей. Я думала, так не бывает. Ну, как бы за 21 день съемной квартиры достаточно советского характера. Мы заплатили с сыном 45 тысяч рублей. Да, как бы. Так, идем дальше. Есть мнение, что инклюзивного образования вообще нет. Ребенок ходит в обычную школу, в обычный класс, где обещали программу легче, но учится как все. Соответственно, нагрузки большие, ребенок не справляется, и, наверное, скоро вам предложат домашнее обучение. Так, ладно, это была черная шутка. Так, отсутствие стандартов по реабилитации ранней помощи детей-инвалидов на федеральном уровне. Так. Люди в онлайне, пожалуйста, отключайте свои микрофоны. Так, я зачитаю и... Ага. Пожалуйста, пишите. Через 1 минуту мне придется переключить на следующий слайд. Ага. Но если вы начали писать, оно отправится. Как бы, да? Так, последнее зачитаю. Попробую зачитать. Так. Воспитатель-тьютор не понимает специфику особенностей ребенка и, кажется, не старается понять. Невролог не пытается вникнуть в особенности ребенка, прописывает только лекарства, никаких советов. Нехватка специалистов. Предвзятое отношение вот у нас качует с одного слайда в другой. В республике пока что инклюзивного подхода мало. В секциях, кружках для нормотипичных детей не принимают детей с ОВЗ. Не хватает специалистов. Так, хорошо. Так, 1 минуту я засекаю. Переходим к следующему слайду. Вы, пожалуйста, пишите. Снова про Сувак. Чтобы реабилитироваться в Сувак, приходится арендовать квартиру за 40 тысяч. Компенсация 1 раз в 2 года, и она составляет 50 тысяч рублей. И нужно собрать все бумаги, еще доказать, что ты правда потратил их на то, что необходимо. Да, и то сейчас деньги закончились, и компенсация будет только в январе. Действительно, в конце года, уже в середине закончились, да? Так, плохие новости. Так, хорошо. Необходимо покупать билеты за свой счет, а не по талону. То есть в Нерюнгри у нас билет сейчас стоит 1000 рублей на двоих, да? 55 тысяч рублей на двоих. Так. Не хватает специалистов, детей не берут в лагерь. Все по специалистам, Про тьюторов есть сложности с тьютором. Так, хорошо. Давайте мы перейдем к следующему слайду. Вы, пожалуйста, дописывайте, а мы пока перейдем к следующему вопросу. Ну и смотрите, мы с вами все-таки говорим в вопросе того, что проблемы есть, но так или иначе какие-то шаги по ликвидации данных проблем предпринимаются. Вот как вы думаете? Так, нет, это мы с вами пропустим. Следующий. Какие действия предпринимаете вы, чтобы решить данные проблемы? Ну, то есть вот вы понимаете, что в Нерюнгри дорого. Что вы делаете? Какие действия вы предпринимаете? Пожалуйста, укажите. То есть нам важно понимать, чтобы вы прописали. Мы не сомневаемся в том, что вы очень инициативны, как родительское сообщество, и все наше мероприятие посвящено вашей родительской активности. Но нам важно, чтобы вы зафиксировали, что делаете конкретно вы. Потому что иногда уровень, уровень активности родителя снижается в соответствии с тем, что он не получает хорошего конструктивного ответа, если он обращается в ответственные учреждения, которые, как-то должны помогать ему решать этот вопрос. Полминуты, идем дальше потом. Да, так бывает. Но я считаю, что
кто-то должен делать, поэтому я хочу, чтобы вот было хорошо. Занимаемся платно. Выстраиваю работу в фонде так, чтобы помочь родителям. Кто это написал? Но это была не я, да? Так. Скажите, пожалуйста, что делаете вы? Так. Ага. Да, да. Я жду. Еще чуть-чуть. Так. Да. Да. Так. Хорошо. Так. Ну и напишите, пожалуйста, пару слов о том, чтобы вы хотели, чтобы сегодня было здесь у нас с вами. Буквально 1-2 слова. Интернет может плохой быть, да. Может быть, обновляется, да. Что бы вы хотели сегодня узнать, услышать? Возможно, вы бы хотели с кем-то познакомиться. Мгм. Она бесконечная. Кстати, есть хорошая информация, которая заключается в том, что наша ссылка, она постоянная. То есть мы можем на отдельном устройстве открыть вам QR-код, и если вдруг вы не дописали, а душа прям хочет, просит, пожалуйста, напишите все то, что вы хотели бы оставить. Сервис стерпит все. Хорошо? Так, ну давайте мы тогда продолжим выступление с ваших ожиданий. Вы бы хотели новых идей, новых знакомств, повысить осведомленность, узнать много полезной информации, узнать, как попасть в ресурсный класс, услышать новые идеи, побыть в приятном обществе, радоваться встрече с нами. Спасибо. Мы на этом перейдем к следующему выступлению. Мы бы хотели пригласить представителя благотворительного фонда Харсхал в Нерюнгринском районе, которая расскажет вам про проект для мам. Екатерина Сергеевна Вербинская. Сейчас я включу ваш. Пока... Да, это работает, да? Меня слышно. Мне так будет удобнее, чем... Пока включают мою презентацию, я представлюсь. Меня зовут Екатерина Вербинская. Я представитель благотворительного фонда Харсхал по Нерюнгринскому району, также психолог, узкое направление арт-терапевт и мама ребенка-инвалида. Я думаю, что у нас все такие проблемы глобальные решают именно те, кто с этим сталкиваются. К сожалению, это так. Именно к сожалению, потому что я надеюсь, что в будущем на это будут обращать и не те, кто с этим столкнулся именно. Мой проект, он для мам с особенными детьми, то есть детьми-инвалидами ОВЗ. Проект реализуется с сентября 2021 года. Моя команда небольшая, это я, организатор проекта, Наталья Воронкина, она мой куратор по проекту, и одна из мам, которая прошла этот путь с нами, присоединилась к нам. Также у нас как СММ-менеджер. Вообще, как возникла идея моя, да? Я сама прошла этот тяжелый путь, осознание того, что у тебя рождается ребенок не такой, как все, у нас еще и редкое очень заболевание, это непонимание вообще, куда идти, к какому специалисту обращаться, что делать. Соответственно, от всех этих ситуаций происходит неврозность, происходит усталость, это постоянные проблемы в семье, конфликты. Я прошла разрушение семьи, к сожалению. И я начала понимать, что нужно выходить с этого всего. Занялась психологией, активно занялась благотворительностью, то есть это развоз подарков детей и поздравления каждого домой индивидуально 1 июня, Новый год. Я познакомилась с большим количеством мам и видела их в состоянии вот в этом
негатива, в состоянии, когда они не знают, куда пойти, что с этим сделать, и решила запустить в городе проект, который будет помогать именно мамам справляться в этой ситуации. Ну, целевая аудитория, понятно, наша. И главная цель проекта – это поддержать мам детей с инвалидностью, помочь психологически, снять стресс, в котором они находятся постоянно, и также сделать их больше социально активными. Что дает проект вообще? Это полная перезагрузка. Перезагрузка и понимание, и принятие того, в какой ситуации они сейчас находятся. У нас в проекте очень много благотворителей, которые работают с нами на благотворительной основе, и в первую очередь это психологи. И главная цель психологов – это действительно мамам дать возможность принять эту ситуацию, принять ее правильно, перестать задавать вопросы «за что?», и начинать жить уже в воодушевлении, в ресурсе, потому что мама в ресурсе, соответственно, в ресурсе уже и дети, и семья в целом. Какие у нас вообще задачи? Это повышение социальной адаптации, коррекция эмоционального состояния, развитие коммуникативных навыков матерей, воспитывающих детей-инвалидов. То есть мы мамам даем не только психологическую помощь, у нас есть также еще в программе благотворители, которые дают возможность получить образование. То есть мы находим мамам возможность чем-то заниматься, возможно, это через какие-то мастер-классы, они находят себя. То есть такие яркие примеры, как одна мама у нас отучилась на бровиста, открыла свой салон, сейчас занимается и берет девочек, другая мама на мастер-классе по выпечке нашла себя, теперь она у нас кулинарит и печет тортики не только для семьи, но и на продажу. То есть вот такие какие-то маленькие победы, они дают возможность жить, грубо говоря, не существовать. Ну, есть у нас, конечно, риски, есть какие-то ошибки. Риски – это не полное оказание психологической помощи, так как у нас наш психолог, она дает только 9 групповых занятий для мам, а им нужно работать дальше. Не получается у нас немножко взаимодействовать с той психологической помощью, которая бесплатная. Мамы не хотят туда идти по своим собственным причинам, видимо, до этого им оказывали там недействительную помощь. То есть есть какие-то те доработки, которые хотелось бы исправить, но я думаю, что наш проект будет расти и будут обращать на него внимание. Я скажу, что у нас уже пошел 5-й юбилейный сезон, и к нам приходят благотворители сами, они нам пишут, они нам звонят, что хотят оказать нам помощь. И хотелось бы, конечно, побольше именно узких специалистов, которые захотят работать с мамами в дальнейшем, да, то есть, возможно, найдутся благотворители, которые будут оплачивать этих психологов, да, потому что, ну, самая большая проблема – это вот работа с психологом, и она должна быть, к сожалению, долговременная. Не у всех получается за эти 9 занятий решить все свои проблемы. Ну, жду вопросы, если они есть. Вопрос был у мамы из зала, вопрос в воздух. Куда мамы девают детей, когда вы вот их развлекаете? Мы проводим анкетирование. У нас есть небольшая такая группа волонтеров, которые готовы сидеть с детками. Но я скажу, что у нас всего один раз обращались к нам, чтобы пришла женщина и посидела с ребеночком. У нас в основном это не просто какие-то волонтеры, это с медицинским образованием, с педагогическим образованием, те, кто хотят все это сделать. Но у нас пока всего один раз это было на практике, а у остальных почему-то всегда была возможность оставить, хотя до этого, когда спрашиваешь, почему вы никуда не ходите, не развиваетесь, а куда девать ребенка? А когда начинают заниматься у нас, ага, у меня есть и время на себя, и вот ребенок у меня уже сидит, и многие, кстати, мамы чему еще учатся, если ребенок взрослый, да, уже, и, ну, понятно, что все детки разные, если он сам себя может обслуживать, все равно мамы боятся его оставить, да, боятся вот это отойти. И в эти моменты, когда они у нас проходят эту 2-месячную перезагрузку, они оставляют детей, говорят, ого, ничего себе, оказывается, можно, оказывается, все возможно, то есть, ну, вот такие вот моменты. Хотя у нас есть, мы набирали, как их можно, не знаю, няни, тьютеры, как их можно назвать, кто будет сидеть. Да, хорошо. Нет.
Да, хорошо. Были, я так понимаю, очень полезные предложения на платформе Добро.РФ. Наш фонд верифицирован, поэтому я думаю, что мы сможем привлечь больше специалистов, если предложим им, так сказать, принять участие. Давайте поаплодируем Екатерине, отсканируем QR-коды, подпишемся. Да. Также мы хотим... Надеюсь, что данный проект будет реализован не только в Нерюнгри. Сейчас я веду активно с Алданом. До этого предлагали с Якутска, но девочки потерялись. Если вдруг кого-то заинтересовало, пишите, я расскажу, как мы начинали. Потому что, такие проекты действительно, они важны и нужны. Потому что, когда мама счастлива, счастливы и все остальные. Да, спасибо. Мы вручаем вам наше благодарственное и подарок. Пожалуйста, фотографируем. Фотографируем, пожалуйста. Да, вот у нас есть фотографирование. У нас поступило предложение обсудить проблемное поле, но мы сделаем это после выступления нашей следующей мамы. Соловьева Ирина Владимировна расскажет о реализации реабилитационного проекта «Я дома». Она представляет также сообщество родителей детей с ДЦП «Я дома». Добрый день, дорогие эксперты, уважаемые участники форума. Меня зовут Соловьева Ирина, я занимаюсь... Так, слышно, да? Добрый день, меня зовут Соловьева Ирина. Я занимаюсь в сообществе родителей детей с ДЦП. Наш проект называется «Я дома». Сам проект, само название говорит само за себя, потому что наши дети с ДЦП, они должны проходить постоянно реабилитацию. Вот. И из-за нехватки специалистов, из-за нехватки, скажем, реабилитационных центров, которые есть у нас в Якутске, есть очень много методик эффективных и действенных на данный момент, которые очень хорошо помогают в наших случаях, да. Вот. И мы приглашаем специалистов из других стран, из других центральных городов в наш Якутск, и силами родителей, силами самих мам мы организовываем их работу, приезд, и то есть наполняем пациентами и так далее. Да? И основные такие наши направления, по которым работают наши специалисты, это буботерапия, СМЕ, этапное гипсование, суставная мобилизация и ЛФК, который разработан на всех этих обучениях, методах. Здесь я немножко рассказываю такие краткие описания этих всех методик, да, которые существуют. И на самом деле у нас, конечно же, в нашем городе есть несколько сообществ родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Одно из больших сообществ – это «Лучики света». Там больше 150 семей из нашей республики в целом. В нашей группе состоит больше 30 семей. И все мы оказываем эту помощь. Естественно, риски нашего сообщества – это в том, что мы, когда привозим людей сюда работать, специалистов, возможно, это, естественно, ограниченное время. То есть, например, с 1 сентября по 30 сентября будет проходить реабилитация. Да? В этот момент все записываются, все хотят получить эту процедуру, пройти реабилитацию. Но бывает так, что ребенок заболел, еще что-то, да, понимаете? И из-за того, что у нас нет такого постоянного пункта, нет реабилитационного центра, скажем, с такими специалистами узкими, с такой направленностью, естественно, получается, что у нас такие проблемы возникают во время работы всего этого. Кроме специалистов, которые к нам приезжают из Казахстана и из центральных городов России, в основном в последнее время это так, да, мы привозим еще специалистов из Китая. До пандемийное время я знаю, что здесь даже в зале есть мамочки, которые постоянно ездили в Китай на реабилитацию, потому что китайская народная медицина и китайский подход
к ДЦП, оно достаточно отличается от нашего, и оно очень эффективно в нашей, ну, с нашей проблемой, с проблемами нашими детьми. Вот. И до пандемии мы там раз в год, 1 раз, 2 раза в год мы привозили сюда специалистов именно для того, чтобы они проходили, наши дети проходили консультацию у этих специалистов, чтобы там какие-то обучали мамочек, как заниматься дальше и так далее, да. И это все было на таком частном уровне, то есть это просто по приглашению, мы их привозим, снимаем квартиру, либо там частную клинику, да, зал и занимаемся. Занимаемся мы там месяц-два, там, смотря на... Это тоже не дешевое удовольствие, скажем что так, но это гораздо дешевле, чем поехать за границу, чем поехать в другой город и так далее, да. Вот, и вот сейчас, после пандемии, вот в июле как раз у нас этот опыт сейчас опять повторится, мы приглашаем опять же специалистов этих, они к нам приезжают и будут заниматься с нашими детьми 2 месяца, чему мы очень рады. Вот, это вот после ослабления всех этих пандемийных, ну, открытия границ и так далее, да. Вот, если на прошлой неделе приезжал консул Китая, они знают прекрасно о нашем сообществе, они знают о нашем движении, что у нас в Якутии, в нашей республике живут достаточно активные мамы, которые постоянно ездили в Китай до этого. Поэтому как бы у нас такая негласная договоренность, что для родителей, которые вот едут из нашего города, из нашей республики, мы все визовые центры проходим, то есть как бы будет для нас какая-то поддержка. Вот. Как бы... Когда приезжают вот такие наши специалисты, это более 100% получают консультации, рекомендации по лечению, 2 месяца реабилитации проходит около 50 пациентов. Приезжают нам несколько специалистов, и все желающие поехать в Китай у нас получают поддержку. Именно от нас, как сообщества, мы помогаем абсолютно бесплатно оформить визы, продумать логистику, взять с собой необходимые вещи, если человек едет в первый раз в эту страну и так далее, да. Вот. Естественно, конечно же, все вот эти финансовые затраты мы несем сами родители. То есть мы, организаторы, делаем оргвзнос родительский, на эти деньги мы снимаем помещение и так далее, да, вот такие вот вещи. Вот, конечно же, я сама столкнулась с этим 12 лет тому назад, и когда было ребенку 1,5 года, мы поехали в первый раз в Китай, потому что я поняла, что именно эта методика подходит. На самом деле методик очень много в мире, да, в медицине очень много направленностей именно даже с нашего, даже с ДЦП. Во-первых, степеней очень много, да, там разные степени поражения, разные степени там откликания на лечение и так далее, да, кому-то это идет, кому-то не идет. И каждая мама, я считаю, что это все-таки роль мамы выбрать то лечение, которое подходит твоему ребенку. К сожалению, это так, и нужно пробовать, нужно не останавливаться. И вот когда я в первый раз попала в Китай, я поняла, что почему мы ездим к ним, а почему мы не можем, если нас так много вообще в республике, в России и так далее, почему мы не можем сделать такую клинику у себя. Также приглашать, ну, чуть ли не вахтовым методом, да, специалистов и заниматься у себя дома, не покидая, потому что, во-первых, в семье все участвуют в этом процессе. Как правило, бывают старшие дети, или же там семья заводит еще детей и так далее, да, то есть это минимум 5-6 человек в этом, ну, в этом задействованы. Вот, и поэтому я тоже считаю, что вот тогда у меня такая идея возникла, что нужно у нас в Якутске делать что-то такое. Как мы все-таки столица республики и так далее, и так далее. Такая проблема у нас существует. И на площадке университета, института, где мы проходили лечение в Китае, и на трехстороннем, скажем, такой договорной основе, как мы, сообщество родителей, наш университет и университет в городе Дзямус, это в Китае, мы договорились до пандемии, это в 2019 году было, мы подписали соглашение, что они будут приезжать к нам и прямо на площадке университета будут заниматься нашими детьми. То есть такой проект глобальный, скажем так, он уже существовал, это было так прямо осязаемо, и можно было это все потрогать и прочувствовать, и уже как будто бы реализация была так близко. Но, Скажите, пожалуйста, да. Если вы сейчас можете сформулировать одну из ваших проблем, которая стоит очень остро, но тем не менее кратко, как бы вы ее вот
обозначили? Я обозначу проблему, во-первых, это то, что нехватка специалистов в нашем городе. Было бы здорово, если бы эти специалисты были наши, местные, и они бы работали на площадках наших реабилитационных центров. Даже, может быть, в поликлиниках, пусть это будут какие-то частные истории, да, но чтобы это были наши специалисты, местные, а не приглашенные, которых мы ищем. Это, я скажу так, гастрольный тип реабилитации, потому что эти люди ездят по всей России и по всему миру в том числе. Вот, поэтому я считаю, что это первая задача. Но если это понятно, что учить человека, то находить и так далее, это время. А мы должны не потерять то золотое время, когда ребенок еще поддается этому всему, да, когда организм ребенка податлив и так далее, да, то есть как бы это действенно. Потому что во взрослой жизни это уже сложнее гораздо сделать. Скажите, пожалуйста, тут у вас указано привлечение внимания и ресурсы от ведомственных структур. Какого внимания и каких ресурсов? Ну вот я еще раз говорю, что, возможно, это будет, возможно, наша история сложится на площадке какого-то из наших ведомств, я не знаю, в реабилитационном центре, может, какая-то поликлиника. Адина Владимировна? Может быть, нам выделят какое-то, я не знаю, помещение, потому что, представляете, это мы каждый раз привозим, мы каждый раз снимаем просто квартиру. Двухкомнатную, однокомнатную, на что хватит денег. Вот сейчас вот эти китайские специалисты приезжают, они приезжают вообще частным способом. Я не знаю, насколько я сейчас буду говорить в рамках закона нашего государства, да, это я их приглашаю лично, получается, прописываю себя в квартире, снимаю квартиру, и в частной клинике я снимаю 2 кабинета. И вот всю эту историю я собираю со всех родителей, я делю эти все финансовые затраты, все родители скидываемся, грубо говоря, да, простая схема абсолютно, велосипед придумывать не надо. Вот. Это гораздо выходит дешевле. Во-первых, ребенок, я в первую очередь думаю о ребенке, который покидает надолго дом, расстается со своими родными. Это стресс с чужой страны, непонимание языка, это привыкание к климату, привыкание к языку, к менталитету, к еде в том числе. Обычная поездка в Китай для одной семьи, для ребенка и мамы одного сопровождающего, а иногда бывает этого даже мало. Нужно иногда ребенку 2 сопровождающих. Это тот, который будет постоянно с ребенком, и тот, который хотя бы будет налаживать быт в другой стране. Это минимум 700 тысяч. Минимум 700 тысяч. Это так, чтобы 1 месяц хорошо от души позаниматься, чтобы был хоть какой-то результат. Но китайцы всегда говорят, меньше месяца вам делать здесь нечего, потому что такая проблема, она не делается ни 2 недели, как в наши реабилитационные центры, ни 21 день, к сожалению. Эта история гораздо длиннее. Минимум 3-4 месяца хотя бы нужно быть, чтобы был какой-то результат. И самое важное, чтобы этот результат закрепился хоть какое-то время. То есть потому что вы подзанимались, счастливые приехали домой, месяц-два, все, откат назад. То есть нужно постоянно держать в тонусе. И вот именно этим мы и занимаемся, наша цель такая. Вот. И естественно, конечно же, вот вторая проблема, задача, которую мы бы хотели решить, возможно, нас кто-то пустит к себе. Не на постоянный, на круглый год, а на то время, когда к нам приезжают эти специалисты. Графики у нас есть, мы можем показать, рассказать, когда, во сколько, как и на протяжении какого времени это все будет происходить. Сколько человек будет, сколько пациентов будет приходить и сколько благополучателей, это именно вот. Скажите, пожалуйста, вы в ссылке по QR-коду оставили, да, свое пожелание, предложение? Да. Потом, хорошо, отлично. Так, мы поблагодарим вас за столь емкое, интересное выступление. Спасибо. Мы также вручаем вам благодарность и небольшой подарок от нашего фонда за то, что вы приняли участие как спикер. Да. Уважаемые участники, наши ряды поредели, к сожалению, поэтому, пожалуйста, с задних мест переместитесь вперед, чтобы было психологически комфортнее вещать спикеру, потому что вот все сидят рассредоточившись, и это создает вот такой психологический дискомфорт для выступающего, да? Пожалуйста, чуть-чуть поближе. Так, хорошо. У нас поступило внеплановое предложение. Заранее мы приносим свои извинения перед нашими спикерами.
У нас есть предложение обсудить то проблемное поле, которое было сгенерировано. Разрешите пригласить Трубину Альбину Владимировну, первого заместителя министра труда и социального развития республики. Не то, что... Да, хорошо. Вам нужно продемонстрировать то, что было написано, или нет? Да. Хорошо. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые мамочки. Ой, где он? Помогите мне, пожалуйста. Ага. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые мамочки. Рада приветствовать вас сегодня на родительском форуме. У нас сегодня прошло достаточно такое мероприятие, да, в рамках межрегиональной научно-практической конференции, посвященной вопросам комплексной реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов. И сегодня у нас весь день посвящен именно вопросам, да, ранней помощи, реабилитации наших детей с ограниченными возможностями здоровья. Целый день мы сегодня с вами работаем по этим вопросам. И, конечно же, да, в итоге мы должны собрать предложения, да, в резолюцию, в рекомендации, которые мы будем дальше прорабатывать в части разработки нормативно-правовых актов, да, и, соответственно, совершенствования нашей системы, да, комплексной реабилитации, абилитации, значит, граждан с инвалидностью и, конечно же, наших деток, да, прежде всего. Поэтому благодарю, конечно, вас за активное участие. Как сейчас отметила Елизавета, действительно, у нас тут ряды поредели, да, но, тем не менее, мы будем с вами до конца, да, сегодня. Да. Вот, значит, что я хочу сказать. Конечно, мы понимаем, да, что на сегодня имеются, ну, понятно, что всегда есть какие-то проблемные вопросы, да, то есть есть, конечно, идеал, к чему стремиться, это понятно, и мы вместе с вами, да, я всегда подчеркиваю, да, и я надеюсь, что за это время, как мы работаем с вами, да, получается, у нас получилось, да, по крайней мере, значит, вместе работать, значит, вместе с вами, да, мы разработали концепцию реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью. Теперь вместе с вами мы должны разработать, у нас уже план мероприятий, в принципе, в проекте готов, и вот я вас сейчас призываю активно, прям активно, вот то, что вы сейчас озвучиваете, да, на самом деле они как раз-таки, те предложения, они и будут реализовываться, когда они зайдут в нормативно-правовой акт, да, получается, сейчас, в общем, план мероприятий у нас разработан, да, вот Любовь Николаевна, Олеся Эдиковна, да, с вами, значит, его посмотрят, да, и, соответственно, все те предложения, в том числе и озвученные сегодня, а может быть и другие, да, должны именно туда войти, да. И, соответственно, конечно, тогда, соответственно, все это будет исполняться, да, и мы будем вместе с вами работать в этом направлении, да, по совершенствованию вообще нашей реабилитации, нашей работы вообще с семьями, да, и с нашими детками. Так, теперь переходим, да, к тому уже по существу, получается. Сейчас был задан вопрос, ну, во-первых, там, когда запросы шли, да, вот в облаке, что, значит, у нас в рамках реабилитации в СУВАК, да, это наш реабилитационный центр, один из ведущих в республике, да, который действительно работает уже не только с детьми, да, с прошлого года, вы помните, еще и работает со взрослыми. То есть для чего это было сделано? Для того, чтобы детки, когда достигают 18 лет, не оставались дальше уже без такой реабилитации, да, которая уже на сегодня выстроена, и, соответственно, дальше могут продолжать реабилитацию на базе наших учреждений. Поэтому у нас в Нерюнгри и СУВАК, и ДЦП, ОВЗ тоже, да, получается, теперь принимают также взрослых, да, не только детей. Вот. И, соответственно, сейчас у нас, конечно, востребованность наших реабилитационных центров очень высока, это понятно. И то, что родители ставят вопрос о том, что, значит, есть проблемы с проживанием именно, да, у нас СУВАК, он не круглосуточный, да, и, соответственно, но при этом у нас есть при нем, да, квартира, 4-комнатная на 8 мест получается, и, соответственно, значит, родители могут там проживать, да. Есть, конечно, вопрос в том, что по расширению, да, вот мощностей и так далее, здесь, конечно, вопрос такой системный, скажем так, и вот
как раз-таки, да, здесь мамочка тоже говорила о том, она ушла, да, уже говорила о том, что здесь, конечно, необходимо также усилия администрации, да, Нерюнгринского района, это правда, то есть мы достигаем результатов, когда работаем все вместе в Межведе, да, поэтому здесь, конечно, данный вопрос должен быть проработан, да, однозначно мы, в принципе, уже ну, так вот скажу, приоткрою, да, мы, в принципе, уже прорабатываем варианты, то есть смотрим, что мы можем сделать, а вот в части, поэтому сейчас пока этот вопрос открытый, да, а вот в части компенсации здесь все-таки не совсем так, да, по компенсации именно проезда на реабилитацию, да, деток с инвалидностью, по показаниям, да, у нас средства имеются на сегодня, да, поэтому здесь, конечно, я прошу мне конкретно сказать, кто вам такую информацию довел, что именно на компенсацию проезда средств нет, потому что вам ну, просто необходимо значит, обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, и, соответственно, если у вас есть показания на реабилитацию вашего ребеночка, конечно же, вы будете приняты на реабилитацию, и, соответственно, вам будет обеспечен данный проезд по показаниям. Да? То есть по детям-инвалидам у нас ограничений нет, лишь только показания. Если это инвалиды первой группы, но это уже как бы взрослые, да, то у нас, конечно, там есть ограничения 2 раза в год. Да? Так, сейчас минуточку. И еще был вопрос, по-моему. Вот, ага, по СУВАК то же самое, да, получается. Здесь, конечно, видите, вопрос такой, да, у нас есть стандарты определенные, по которым мы работаем, да, в части реабилитации, и, соответственно, мы живем в Российской Федерации, да, получается, эти стандарты у нас на сегодня действуют, все равно разработаны, да, на основании стандартов и той работы, которая проводится на федеральном уровне, да, и получается здесь, конечно, то, что есть, конечно, наверняка реабилитологи в других странах, в том числе и в Китае, да, соответственно, здесь, конечно, нужно смотреть уже чисто, да, вот конкретно по медицинской части, да, и что именно, вот как вы сейчас сказали, есть какие-то медицинские препараты, которые у нас, в принципе, не используются или запрещены даже, да, в Российской Федерации, поэтому здесь все-таки вопрос такой, ну, я думаю, что, ну, в общем, очень аккуратно надо к этому на самом деле подходить, да, поэтому давайте этот вопрос обсудим отдельно. Я вот предлагаю прям встречу, да, отдельную прям по этому вопросу, потому что меня это как бы немножко настораживает, если честно. Вот. И ну, все-таки вот я считаю, что в нашей стране, значит, та реабилитация, которая предоставляется, значит, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе деткам, она, конечно, достаточно эффективная, да, главное, что здесь, конечно, мы должны понимать, какие нозологии, какие направления, да, и можем корректировать, в принципе, да, то есть ту программу реабилитации, которая вам предоставляется в реабилитационном центре индивидуально. Вот этот вопрос, да, вот этот вопрос нам нужно с вами проработать. Я думаю, конкретно в этом плане мероприятий мы обязаны это включить, и тогда дальше мы уже, я считаю, ну, я сейчас выступаю перед вами, да, получается, нам нужно именно проработать вопрос индивидуализации программы реабилитации детей с инвалидностью. Вот это вот я считаю, что необходимо сделать и возможно сделать на сегодня, да, с учетом, значит, даже тех, наверное, средств, да, которые у нас выделяются на сегодня. Так, спасибо. Надеюсь, я вам, да, ответила на вопросы, по крайней мере, которые уже озвучены, да? Да, пожалуйста. Вот я только что сказала по показаниям. Детям-инвалидам у нас нет ограничений по показаниям. Смотрите, квоты, они, знаете,
Понятно, что средства ограничены, естественно, да, в течение года. Квоты, они, конечно, принимаются и доводятся до наших учреждений, но, тем не менее, при необходимости и при потребности, при заявке, да, от района, соответственно, эти квоты корректируются. Корректируются. То есть, да, то есть если есть потребность от населения, от граждан, то квота по заявкам корректируется и может быть увеличена. Я вот еще раз поэтому говорю, кто вам отказывает в проезде? Проезд сейчас у нас, да, у нас, извините, полгода. Хорошо, хорошо, я поняла. Угу. Да, вы ко мне подойдите, пожалуйста, хорошо? Я вас запишу. Да, здравствуйте. Спасибо большое за вопрос. Мы же с вами работаем, да, в данном направлении. Это, конечно, идеальная картина мира, да, на самом деле. И действительно мы к этому должны стремиться. Наши некоммерческие организации, они не только должны, да, предоставлять определенные мероприятия, да, соответственно, как мы сегодня работаем с вами, конечно же, в дальнейшем, да, в совершенствовании, скажем так, системы реабилитации и в концепции это отражено, да, на сегодня и в плане мероприятий, значит, мы должны с вами уже, да, этапы все эти разложить, потому что ваша готовность тоже должна быть некоммерческих организаций, да, и, соответственно, там определенные требования будут выставляться, естественно, да, вы это понимаете, поэтому здесь, конечно, с вами совместная работа, поэтому в 2024 году или в каком мы должны с вами вместе значит, оценить эту готовность. Спасибо. С вашего позволения разрешите поблагодарить вас. Спасибо большое. И перейти к следующему выступлению. Мы еще раз приносим свои искренние извинения всем нашим выступающим. Передаем слово Кураевой Марии Васильевне, директору Центра психологического здоровья граждан с темой «Организация проектной деятельности для детей с ДЦП в рамках грантовых проектов». Добрый день, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Меня зовут Кураева Мария, и я с 2015 года являюсь мамой особенного ребенка с диагнозом ДЦП, и с 2019 года организовываю проекты для детей ДЦП. Можно следующий файл? Почему я стала организовывать проекты, и хочу немножко рассказать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, родители с детьми ДЦП. Это первая, самая главная проблема, которую я сейчас вижу, это специалисты, педагоги и родители не видят потенциал ребенка, медицинский подход к реабилитации и в образовании. Сейчас я объясню, да, Ирина сейчас рассказывала про Китай, да, и я тоже хочу немножко рассказать про то, как отличается китайская реабилитация и наша реабилитация. Моему сыну поставили диагноз и сказали: вам нужно хорошо заниматься, и ваш ребенок будет ходить. Но, к сожалению, моего ребенка нигде не брали, это недоступность реабилитации. Реабилитационные центры отказывались в связи с тем, что у ребенка диагноз эпистатус. И, следовательно, мы не могли нигде проходить реабилитацию. Мы в 2017 году поехали в Китай. То есть здесь ребенку разрешалось только гладить низ локотя и ниже колен, да, и все. Все остальное было нельзя. Мы поехали в Китай, ребенку было 2,5 года, и нам назначили 5-часовую реабилитацию. 5 часов каждый день, в течение 2,5 месяцев ребенок занимался там, и благодаря этой реабилитации ребенок стал ползать после данной реабилитации. Мы приехали обратно в Якутск, пошли в реабилитационный центр, ребенку назначили 15 минут ЛФК, 15 минут вертикализатора, 20 минут массажа. Психолог и логопед сказали: с таким, как ваш ребенок, не работаем. И этот момент для меня был переломным моментом, когда я забрала ребенка и пошла в
искать частных специалистов. Вот. И то же самое встретились в образовании. Да, я тут выделила образование про то, что ребенка не берут в детский сад без сопровождения родителя, нет тьюторов и, опять же, указания на санпин и на протоколы. Следовательно, исходя из этой проблемы, выходит следующая проблема. Это отсутствие у детей опыта общения и взаимодействия со своими сверстниками. Далее идет уже это формирование высших психологических функций, да, возрастные психологические особенности. И у детей не развивается мотивация к развитию. Если ребенок все время сидит дома, да, не общается со своими сверстниками, детский сад ему нельзя, то, следовательно, и у ребенка тоже теряется мотивация к развитию. Отсутствие единых программ, методик, подходов. Если, например, опять же сравнить с Китаем, то в каждом реабилитационном... Мы были в Зямусах в городе, и в Харбине тоже были. Мы ездили туда 4 раза. И в каждом реабилитационном центре одна и та же методика. И дети ДЦП вместе с семьями живут в этом же реабилитационном центре годами, пока ребенок не будет ходить. Вот, опять же, вот для детей ДЦП требует, ну, для всех детей АВЗ эта проблема, требуется долгосрочность, комплексность адаптации, недоступность среды. И тут же еще хотела бы, вот в последнее время наблюдается проблема перекладывания ответственности на родителей. К какому бы специалисту мы не пошли, они начинают говорить про повышенную ответственность родителя и про то, что родитель должен заниматься с ребенком. Родитель должен быть родителем. Родитель должен любить и воспитывать ребенка, а не быть для него многофункциональным комплексным специалистом, который занимается и массажем, и ЛФК, и логопед, и психолог. Вот. Про нереализованность родителей тут выступающие до меня говорили. И про неизбежность будущего. Если родитель не видит будущее своего ребенка, то, следовательно, ребенок тоже не развивается. Вот цели и задачи проектов – это поиск, самое главное – это поиск методики в работе с детьми ДЦП, привлечение и подготовка специалистов к работе с детьми ДЦП, повышение родительской компетентности, терапия родителей. И самое главное – это показать важность педагогического подхода к реабилитации детей. И повышение реабилитационного потенциала детей, подготовка детей и родителей к школе. Тут обратно давайте. Тут хотела бы рассказать про важность педагогического подхода к реабилитации детей. Если мы, особенно у родителей, у кого дети с физическими нарушениями, мы очень хотим, чтобы ребенок в первую очередь пошел, ребенок в первую очередь заговорил, но упускаем самое главное, что ребенка в первую очередь нужно учить к любознательности, к любопытству и проявлению интереса. И вот этот момент упускается в дошкольном возрасте. Следовательно, и опять же вот про формирование интеллекта, по развитию познавательных навыков, про мотивацию к обучению возникают проблемы. Дальше. Вот. После второй поездки в Китай я там посмотрела, и появилась идея, а почему бы мы у себя тоже не можем организовать такой вот комплексный подход, собрать всех специалистов, которые работают с детьми в одном месте, а не бегать по всему городу. И появился проект «Лаборатория интеллекта». Это был полуторамесячный проект, где собрала родителей, собрала специалистов, и был организован так, чтобы ребенок получил комплексный подход. Нейропсихолог, ЛФК-инструктор, логопед, психолог и психотерапевт. Здесь я впервые увидела, что мой ребенок, который не ходит, не говорит, и другие дети точно с таким же диагнозом, хотят общаться, умеют общаться, и есть стремление к общению и хотят играть. Но я тогда не знала, как организовать групповые занятия, чтобы у ребенка развивать вот игровые и коммуникативные навыки. Дальше. 2020-2021 год уже вот со специалистами, которые были привлечены к лаборатории интеллекта, мы организовали проект «Адаптив ДЦП». Этот проект был годовой,
и был поддержан грантом главы Республики Саха-Якутия и далее вошел в топ-5 лучших проектов, реализованных 2020 года. Охват 40 детей, 40 родителей, и в течение года каждый квартал по 10 детей, по 10 родителей проходили комплексную реабилитацию. Здесь основное внимание было уделено родителям, родительской компетентности, и основное внимание было уделено еще к развитию игровых и коммуникативных навыков детей, потому что на тот момент я уже нашла вот эту методику, которая бы подошла именно детям с двигательными нарушениями. И здесь я еще впервые увидела, насколько вот дети до одного диагноза могут отличаться. У ДЦП 5 уровней, и у каждых 5 уровней различные нарушения. И здесь еще я впервые увидела еще тот момент, то есть мне очень хотелось, чтобы этот проект работал постоянно. Но опять же, вот как сделать так, чтобы не было выгорания родителей, выгорания специалистов и выгорания детей, если этот проект будет работать постоянно. И опять не могла найти ту золотую середину, которая могла бы быть оптимальной, да, и в организационном плане, и в плане результатов. Дальше. И вот в 2020 году организовала проект «Предшкола». Это был при поддержке Центра двигательной коррекции АТОР. И здесь цель была развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков. И тут охват был всего 4 ребенка. Это был коммерческий проект, то есть родители мы сами оплачивали специалистов, кондуктивный педагог, педагог и логопед. И здесь я поняла, что надо работать в малых группах. Да? И нужно вот реабилитация отдельно, а формирование игровых навыков и коммуникативных навыков обязательно нужно отдельно. И нужно собирать детей со схожими диагнозами. Дальше. И вот в 2020 году тоже садик, как я уже говорила, моего ребенка не брали без моего сопровождения. И была попытка отдать его в частный сад, тоже не получилось. И тогда открыла семейную Реджа мини-садик частный, по Реджа вдохновленный садик. Это та методика, которую я нашла для того, чтобы развивать детей со множественными двигательными и речевыми нарушениями. А вот эта методика, Реджа подход, он для нормотипичных детей. И сейчас вот это Реджа вдохновленные садики, они в основном открываются в частном порядке в Москве и Санкт-Петербурге, являются очень такими актуальными. И философия этого Реджа подхода про безграничные возможности ребенка и про веру ребенка. И здесь я вот, когда проходила обучение, я впервые услышала то, что обычно говорили, что ребенок сосуд, да, и нужно туда вкладывать, и ребенок что-то возьмет для себя. И в итоге рано или поздно откроется. А тут наоборот, ребенок сосуд, откуда надо вытаскивать. Вытаскивать ребенка и быть на уровне ребенка. Разговаривать с ним на его языке. Не на нашем языке, не стараться его поменять, изменить, а быть с ним на равных и разговаривать с ребенком на его языке. И вот мы открыли в октябре, и в декабре месяце поняли, что не потянем финансово, да, что родители не потянем финансово, что нужны еще дополнительные педагоги, дополнительные тютора. В садик ходили 4 ребенка, и 4 ребенка, они были, как я вот люблю говорить, ползунами и молчунами. Дети, которые не говорят, и дети, которые не ходят, но при этом у детей сохранный интеллект. Еще вот при реализации проектов я еще вот заметила ту тенденцию, что у детей ДЦП абсолютно сохранный интеллект. Просто это нужно развивать. И в феврале проект был поддержан фондом президентских грантов
в октябре подала заявку на грант, и проект назвала «Социально-коммуникативная группа для детей ДЦП», и оно было направлено на обучение по методам альтернативной коммуникации, да, то есть исходя из потребностей тех детей, которые пришли в садик, четверых детей. Сейчас в этом проекте занимаются 8 детей, 8 родителей, 2 педагога, 4 тьютера, разделили на 2 группы, по 4 ребенка, и дети в малокомплектных группах остаются без родителей на 3 часа. 2 раза в неделю мы оставляем детей и уходим. Дальше. Вот. И вот итоги проектов, как показывает практика реализованных и реализуемых сейчас проектов, это про то, что возрастные особенности развиваются так же, как и у нормотипичных детей. Эффективность работы в малых группах по нозологиям и по уровню развития. Дети обучаемые нуждаются в коммуникации и социализации. Дети развиваются родители. Работа с родителями – это обязательная постоянная терапия родителей и эффективность системной комплексного подхода. Вот сейчас в садик ходят дети, которые пришли в лабораторию интеллекта с 2019 года, то есть это вот постоянность, системность, и проекты, они были предусмотрены на то, чтобы вот с учетом возрастных особенностей детей. Междисциплинарный подход, наработка опыта и знаний у специалистов, да, и мотив развиваться и жить, педагогический подход к реабилитации повышает реабилитационный потенциал ребенка. Это я постоянно буду повторять про то, что педагогический подход повышает реабилитационный потенциал ребенка. Дальше. И вот про ошибки и риски. Да. Тут сказали, что нужно сказать рекомендации родителям для тех, кто хочет организовать проекты, заниматься проектами. И вот я бы хотела сказать, что это самое главное, это ваше время, ваше личное время, которое безвозмездно по личной инициативе вы тратите на организацию проектов. И то же самое, вот финансовая часть, даже если есть спонсоры, даже если поддержан грантом, все равно вам нужно будет вложиться свои средства на реализацию проекта, на свое обучение и постоянную на свою терапию. И тут еще психологический момент, да, то есть мы никогда не мечтали, да, мы никогда не мечтали и не планировали стать особенными детьми, особенными родителями, да. И тем более организовывать проекты для особенных детей. И вот это вот эмоциональные качели, ощущение того, что ты не живешь и не своей жизнью, оно постоянно будет присутствовать, когда занимаешься организацией проектов, тем более по потребности своего ребенка. Организационные, так, специалисты, по специалистам, по команде я бы хотела сказать, что нужно их набирать здесь и сейчас, не придерживаться определенного специалиста, уходят, приходят, но миссия проекта все равно остается. И тут еще я хотела бы сказать про конкуренцию с госучреждениями. Да, то есть если вы ответите на вопрос, чем отличается ваш проект от тех услуг, которые дает государство, ваш проект будет жить. И дальше вот про оптимальный срок проекта. Нужно организовывать краткосрочные проекты. Про специалистов и команду проекта говорила. Ну и про миссию проекта – это про то, что если вы ответите на вопрос, чем отличается ваш проект от тех услуг, которые дает государство, вот и будет это является миссией проекта. И если у вас определится миссия проекта, то и команда, и специалисты сами придут. Дальше. Результаты проектов я уже там говорила. Дальше. Ну и рекомендации родителям, советы. Да? Это постоянная работа над собой, это постоянная терапия, это обучение, постоянно обучаться новым технологиям, новым коммуникации и открытость, говорить, писать, поднимать проблемы, быть максимально открытым и честным, верить в себя и верить в ребенка и действовать и делать. Все. Спасибо. И тут вот контактные данные. Мы ВКонтакте, и
еще вот на каком-то этапе я поняла, что нужно писать, и я стала вести социальные сети, где открыто, откровенно пишу о всех этапах принятия, о всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. И благодаря этому я скажу, что сегодня мне написала моя подписчица, она говорит, что давно наблюдает за нами и хотела бы нам помочь, и отправила 18 тысяч для развития садика. Вот это про открытость и про коммуникацию. Все, спасибо. Спасибо. Сейчас читаю очень интересную книжку «Государство для гражданина», и там вот один из пунктов для эффективного вот менеджмента, да, это проверка того, пользуетесь ли вы как сотрудник, который вот курирует какую-то область, либо что-то делает, либо директор чего-то, пользуетесь ли вы своими услугами. Мне кажется, вот ваш пример, вообще пример наших родителей, это пример эффективного менеджмента, потому что именно вы создаете услугами, стандарты которых соответствуют вашим потребностям и позволяют еще и помогать другим детям. Я не хочу никого колоть, но мне бы очень хотелось, чтобы все наши руководители учреждений достаточно прислушались к нашим родителям и подумали, а готовы ли были они в свои учреждения завести своих детей. Да? Это вот прям такое колючее пожелание. Ну да, еще бы я сказала, еще это тот момент, когда ты организовываешь проекты, ты являешься там же и уборщицей, и бухгалтером, юристом, СММ-менеджером, и плюс еще организатором, директором, ответственным, и к тому же ты еще являешься родителем, да, и это вот эта двойственность про эти эмоциональные качели, которые нужно выдержать. Вот. Спасибо. Мы вручаем вам благодарность и небольшой подарок от нашего фонда. Мы, в принципе, с вами идем в хорошей временной истории. Отстаем всего на 10 минут, да? Вот. Давайте догонять. Разрешите представить следующего спикера, Скрябину Инну Валерьевну, абилитационный центр «Особый ребенок». Она поделится опытом проекта «Социализация детей с аутизмом в общество путем изобразительного искусства». Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего форума. Как раз я ставила таймер, постараюсь уложиться в регламент. Так. Меня зовут Инна Валерьевна Скрябина, директор абилитационного центра «Особый ребенок». Я сама мама ребенка с аутизмом в тяжелой степени, но я по специальности архитектор. Почему я занимаюсь в социальной сфере? Это из-за того, что у меня родился вот такой ребенок. Ему сейчас 25, скоро 26. И идея родилась создания региональной общественной организации родителей, воспитывающих детей с аутизмом, еще в 2007 году. С тех пор мы работали вместе с родителями, с ведомствами, и когда организация наша уставную деятельность выполнила, мы открыли абилитационный центр «Особый ребенок» в 2013 году. С тех пор, можно следующий слайд? С тех пор мы работаем с разновозрастными группами. К сожалению, к нам родители обращаются очень поздно, когда уже нужно идти в школу, они приходят к нам и удивляются, что ребенок не говорящий, с неправильным поведением, и нужно что-то сделать за короткий срок. Вот. А для такой работы, как работа с особенными детьми с тяжелой степени нарушения, нужно время. Так, цели организации нового процесса. Можно следующий слайд? Сначала мы занимаемся с детьми в индивидуальном порядке, а потом, когда специалисты рекомендуют ребенка работать в групповой форме, мы направляем их в группы. У нас обхват идет дошкольного возраста, школьного возраста росток и взрослых, подростков снегири. И работа идет, дети растут. И нам пришлось удочерить еще дочернюю организацию, оно реабилитации и поддержки детей
и молодых людей трудоспособного возраста с ментальными нарушениями Снегири. Представляю директора Айталина Прокопьевна Рехлясова. Прошу любить и жаловать. Да. ОНО «Абилитационный центр «Особый ребенок» является поставщиком социальных услуг. Мы оказываем работу услуги по коррекционным занятиям. И сейчас, вот с этого года, у нас ОНО «Снегири» тоже вступает в реестр поставщиков социальных услуг, так как наши дети вырастают, и все равно мы переводим флаг дальше в нашу дочернюю организацию для дальнейшей работы. Можно дальше? Проблема. Проблему я уже сказала, что нужно время, и наших детей не берут в разные кружки, занятия с нормотипичными детьми. Поэтому мы пишем разные проекты и участвуем в разных конкурсах и грантах. И среди многочисленных проектов мы хотим сегодня вот предоставить проект «Мир в красках» для социализации детей путем изобразительного искусства. Все дети начинают развивать мелкую моторику, держать кисти, краски. Это я имею в виду нормотипичные дети. Но нашим детям нужно время. Целью, для кого? Для детей и молодых людей с ментальными нарушениями. Проект реализовался вот прямо с 2014 года, где, когда мы выигрывали гранты, субсидии, мы проводили такие занятия в бесплатном порядке. А когда нам не удавалось выигрывать, мы проводили в платном порядке. Каждый год, ежегодно охватываем, стараемся охватить по 20 ребят, но они каждый год возвращаются, или если отказников очень мало, они все хотят продолжить именно социализацию путем изобразительного искусства. Можно следующий? Задачи научить детей и молодых людей путем изобразительного искусства. Да? Основная фишка и стимул нашего проекта – это выехать на пленэр. Они всю зиму готовятся, всю зиму занимаются, весь учебный год занимаются в помещении. Им не хватает солнца, витамина D. Летом нужны какие-то активности. И когда начинается проект, мы всегда их стимулируем, что в конце, когда наступит весна, лето, вы все поедете на пленэр, будете рисовать картины или куда-то еще вообще с выездом, с полетами. Да. Ага. И это очень радует родителей, и все стараются, очень хорошо занимаются. Простите, пожалуйста. Так, 2 минуты. Так. Ага. И провести выставку творческих работ детей. Конкретно для этих целей, чтобы они понимали, мы их водили по музеям нашего города и показывали картины, где висят картины, и ты будешь рисовать картину, потом твоя картина тоже будет висеть на выставке. Выезжали сначала на пленэр в окрестностях города Якутска, потом мы начали ходить в отель, чтобы научить детей кушать в шведском столе, чтобы обратно не выбрасывали, чтобы порядок был. Когда при выезде мы должны показать свой порядок, порядочность и нашу активность. И потом мы на Ленские зори даже с ночевкой выезжали специально, писать картины. А дальше мы пошли дальше. Вообще в Иркутск ездили. Наши работы наших ребят 4 месяца висели в библиотеке имени Молчанова. И еще мы ездили на Байкал, писали Байкал, ездили в Турцию, в СИДе. Сейчас вы увидите фотографии, но сейчас риски, которые мы сами пережили. Просто вы написала риски, которые у нас были. Помните банкротство банка Тата? В это время как раз у нас был проект грант. Прямо деньги, видите, повышение цен. Болезнь детей, может быть, когда все документы оформлены, может кто-то заболеть и не сможет поехать. Какие-то вспышки эпидемии, у нас как раз во время пандемии у нас тоже был в это время проект. Извините, мы очень мучились и прямо страдали из-за этого. Лишь бы как-нибудь сдать этот проект, отработать, когда все закрыто. Это было для нас очень такой ошибкой,
не риском, да. Можно следующий? А вот итоги проекта, о чем я уже говорила. Библиотеки имени Молчанова 4 месяца. Байкал, вот видите, мы даже вот, смотрите, это СД, Турция, видно, да, сразу. Многочисленные выставки в городе Якутске. Онлайн-выставки у нас проводились, даже мы проводили онлайн занятия, потому что, ну, пандемия, что. Москва. И социализация именно путем поездок, это очень стимулирует, и как-то вот родителей и детей тоже как-то обучает именно социализации. Дети начали прямо вот вести себя очень хорошо. Никто не потерялся в самолете, никто не утонул в море. Вот. Но мы этому учили детей, прямо вот даже в бассейн ходили, чтобы не утонуть. Да, вот это тоже идет социализация. Дальше можно еще вот другой? И вот, хотелось бы, чтобы пожелать родителям, нужно работать в тандеме. Развитие ребенка начинается в семье. Если семья не заинтересована в развитии ребенка, то тут работа специалиста это идет на смарку. Хоть какие-то деньги платили, не платили, там бесплатно, платно. Все равно вот это качество развития имеет смысл, когда дома тоже занимаются. Вот смотрите, еще один эпизод, когда мы уехали на пленэр на Байкал, арендовали катер. При возвращении у нас сломался катер, и мы дрейфовали на Байкале 2 часа, пока у нас связь не появилась сотовая. Капитан стоял на верхушке и вот так вот с таким телефоном вот так стоял 2 часа и ловил сеть, чтобы отремонтировать. И еще они предоставили нам каюту, чтобы наши голодные, аутичные дети, уставшие дети вели себя как-то вот порядочно, да. Но в этом мы узнали, что сплоченность родителей, они сразу как-то вот схватили вот этот момент, проявили свою активность и заняли детей, ребят какими-то вот мероприятиями, активностями. И эти 2 часа у нас прошли прямо на ура. Это было как бонус, да, прямо мы любовались. С этой стороны Байкал, тут с этой стороны берег. И хочется пожелать родителям, давайте работать вместе. Спасибо. Спасибо. Вы, наверное, заметили, что презентации у нас достаточно у всех красивые. У всех есть контактные данные. Мы также приглашаем вас подписаться в социальных сетях на «Особый ребенок», посетить их сайт. Мы также вручаем вам благодарность от фонда и наш небольшой подарок. Да. Если есть фото, пожалуйста, фото. Так, хорошо. Разрешите перейти к следующему спикеру, пригласить Новгородову Сахаяну Калистратовну. Она представитель фонда Харасхал в Намском Улусе, по совместительству директор благотворительного фонда «Лебедь». Здравствуйте. Я не директор фонда, я учредитель фонда. Директор фонда у нас Дьяконова Мария Петровна. Я работаю в управлении образования более 10 лет, и мы в 2015 году создали в Улусе при управлении образования фонд «Лебедь». «Лебедь» – это символ Намского Улуса. Вот. У меня тема создания условий при организации инклюзивного образования в нашем Намском Улусе. Дальше. Как я уже сказала, да, в 2015 году, дальше, 9 марта мы создали фонд, но цель создания фонда была заключена в том, чтобы более в тесном контакте работать и познакомиться с родителями. И на примере фонда, когда мы открыли фонд, мы первое направление взяли, это работа семейного оздоровительного лагеря. Мы все учредители фонда являлись на тот момент работниками управления образования, сами работали начальниками лагеря. Первая смена у нас была семейный лагерь, то есть мы брали в лагерь 10 семей, и мы так дали, это первая неделя, потом вторая неделя логопедический лагерь, то есть детей брали с тяжелыми нарушениями речи, и третий лагерь это по адаптивным видам спорта. В 3 смены работали.
Дальше это в летнее время, и в зимнее время мы открыли коррекционно-развивающий кабинет через год спустя, в 2016 году. И этот лагерь, вот как первый вариант, о котором я уже рассказала, работал 5 лет. То есть семейный, логопедический и по адаптивным видам спорта 5 лет отработал. Мы каждый год сами, работники, работали там и воспитателем, и я сама психологом работала, и начальником работала и так далее. И дальше мы в зимнее время открывали кабинет коррекционно-развивающий, где у нас работал логопед и психолог. То есть хотели вот такую системную работу. И так как у нас был фонд, это некоммерческая организация, мы выигрывали несколько грантов, и на эти средства, на грантовые финансирование педагогов и так далее, оснащение кабинета. Ну, так, проблема, да, вот проблема какая была в Улусе? Рост детей со статусом ограниченной возможности здоровья. Ну, у нас разные нозологии, да, это в основном тяжелые нарушения речи и задержка психического развития. Мы в основном работали. Также работали, ну вот в семейном лагере, это чисто для семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями, то есть умственная отсталость. И кроме этого фонд охватывает работу с семьями в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Но это другая история. Сегодня я рассказываю вот именно по работе с детьми с инвалидностью. Вот семейный лагерь за эти года, ну, в 2022 году это был чисто для детей, по адаптивным видам спорта мы охватили за эти годы, за 7 лет 600 детей, 175 родителей. А в кабинете у нас, ну, ежегодно, да, по 30 детей, это стабильно 30 детей мы набираем на учебный год осенью и их выпускаем в мае. Таким образом, мы за 7 лет охватили по 30 детей ежегодно и плюс выездные какие-то мероприятия. То есть работника кабинета каждый четверг выезжает по заявкам дошкольных образовательных организаций и школ. То есть мы охватываем родителей и детей. Дальше. И в 2021 году Лебедь стал победителем во втором конкурсе грантов президента Российской Федерации по проекту «Логостарт». Это чисто по детям с тяжелыми нарушениями речи. Мы хотели продвигать свою идею от имени Управления образования, свои образовательные организации. У нас 26 школ и 29 дошкольных образовательных организаций. Мы хотели им показать пример, что можно работать вот по грантовым методам, да, какие-то проекты выигрывать и уже оснащать свои школы, детские сады. Вот идея заключалась в этом. Дальше. Мы выиграли 1 миллион, и на эти средства мы оснастили 4 дошкольных образовательных организаций и 1 школу, чтобы они внедрили в свои образовательные организации инклюзию. Да, потому что инклюзия это все равно, вы уже слушали, да, натыкается на финансовые средства. И на эти деньги, ну, вообще в дошкольных образовательных организациях по республике есть консультативные методические центры. У нас в Улусе из 29 имеют 19 дошкольных образовательных организаций. И из них 4 мы оснастили, и они как бы, да, должны вести работу от 0 до 3 лет. Это вот золотое время, которое оговаривалось, да, в данном случае у нас. И в это время от 0 до 3 они должны выявлять детей, КМЦ, вкратце их называется, и помогать родителям методически, консультативно и так далее. Мы их оснастили, то есть на средства гранта, да, получается. И они как бы оказывают раннюю помощь сейчас в нашем Улусе. И, конечно же, мы оснастили свой кабинет коррекционно-развивающий, и мы оказываем вот системную круглогодичную, да, то есть зимой кабинет, летом лагерь. Дальше. Угу. И риски, ошибки. Ну, конечно, во всех проектах есть свои риски. Мы, когда писали этот грант, мы боялись, что
наши педагоги не смогут реализовать данный проект, но так как это как бы сверху, да, а не снизу идет, да. В основном сегодня были проекты, которые вот снизу идут, да, от имени родителей, а мы как бы сверху, да. Софинансирование со стороны самого фонда, то есть когда вы выигрываете такие большие суммы, у вас должно быть соответствующее софинансирование. А так как это некоммерческая организация, на общественных началах мы работаем, да, поэтому у нас не было софинансирования, мы как бы проводили акции и так далее, концерты, и на эти средства мы делали софинансирование, получается. И своевременная отчетность. Российские гранты, они имеют очень много отчетностей. Те, кто отчитывались, наверняка знаете, да. И поэтому нужно заранее договариваться со стажировочными площадками и, соответственно, изыскать заранее средства. До того, как вы напишите гранты, и уже назначить ответственных заранее, да, за такие мероприятия, вы и так далее. Очень много отчетностей. Мы, когда отчитывались, там вообще кипа таких-то. Вы наверняка тоже сами знаете. Дальше. И итоги проекта, как я уже говорила, у нас 4 стажировочные площадки в Улусе и на базах ДОУ, дошкольных образовательных организаций, и в одной школе. Мы со школой сотрудничаем давно уже. Дальше. И советы родителям. Но у нас в Улусе, например, и наверняка в других Улусах то же самое, организованы, да, по инклюзии служба ранней помощи. Это у нас в одном ДОУ есть, и наверняка во многих улусах также. Компенсирующие группы 3 ДОУ, там конкретно берут детей с инвалидностью, СОБД. 21 ДОУ работают логопедические пункты, а в 4 школах тоже есть логопункты. Центр игровой поддержки детей, это тоже очень много средств вложено, более 1 миллиона, и там тоже принимают чисто детей с инвалидностью. Это на базе МБУ Сулущан, у нас в селе Намцы, и у нас 19 КМЦ, из них 4 мы оснастили, я уже говорила, и у нас кабинет и лагерь. Все у меня. И мой вам лично совет, вы можете также по этим, да, вариантам тоже какие-то моменты узнать и уже как бы права ребенка уже в своем, по месту жительства, можно сказать. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, данная ваша практика хороша тем, что, если я правильно понимаю, вы при бюджетном учреждении создали благотворительный фонд. То есть это очень интересно, когда, у нас такая практика, по-моему, представлена или в Горном районе, или в Чурапче. То есть они прям при любом бюджетном учреждении создают свои некоммерческие организации, пишут гранты и оснащают то, что необходимо для детей здесь и сейчас. Мы, конечно, можем говорить, что нужно заводить товарно-материальные ценности через бюджет сверху, как бы, чтобы оно было в учреждении, да, но мы все с вами понимаем, что есть такое понятие, как бюрократические препоны и фильтр, когда деньги могут просто не доходить. Несмотря на то, что гранты – это вообще высокорисковая деятельность, я вам говорю как человек, который выигрывал, реализовал и писал отчеты, иногда кажется, что в следующий раз больше никогда, потому что это очень тяжело. Но важно понимать, что если у вас есть поддержка в лице какой-то муниципальной бюджетной организации, там все равно людей побольше, вам все равно кто-то поможет, чем если вы будете одиноким, который на всех обиделся, сейчас сам все сделает, сам свой проект напишет. К сожалению, так не работает, потому что даже если у вас есть такая же мамочка, как и вы, с которой вы просто покорите весь мир, когда-то вы устанете. И получается, если вас некому будет подхватить, вообще позвольте небольшое отступление, наша деятельность вообще высокорисковая, особенно по конфликтным каким-то моментам, да, и некоторые мамочки, когда мы приглашали их сюда, говорили, мы будем опять говорить для себя, нас никто не услышит, скажет, мамочки молодцы, вы все делаете, и ничего не поменяется от этого, да. Мне кажется, очень важно засвидетельствовать ваши успехи, тиражировать ваши результаты для того, чтобы те учреждения, которые не удовлетворяют потребности ваших детей, но получают бюджет, чтобы это был не конфликт, условно говоря, толпа на толпу, да, мы молодцы, а вы все такие, а чтобы мы могли найти тот путь конструктивного диалога, который позволит, просто, понимаете, мы как фонд заходим к специалистам, и они нам жалуются на вас.
Мы приходим к вам, и вы жалуетесь на них. И мы думаем, так, кто тут прав, кто тут А виноват? страдают же дети в это время. Да, поэтому да. мне кажется, очень важно занимать позицию взрослого человека. Мы понимаем, что иногда так бывает, что вот качество не соответствует. Мы ведем, вот подтвержу тезис Марии о том, что мы ведем достаточно открытые и провокационные социальные сети, потому что нам больше негде об этом говорить, да? Вот. Поэтому спасибо. Мы хотим вас поблагодарить. Так, смотрите, у нас еще по программе есть 4 выступления. Мы одно пропускаем, потому что оно было в записи, но мы понимаем, что, оказывается, запись – это не очень хорошо. Разрешите представить, пригласить Щуку Элеонору Михайловну. Да. Мы очень рады, что наша площадка сумела рекрутировать специалиста частной практики, который руководит центром авотерапии «Ребус». Это Центр коррекции поведения и развития речи. Тема выступления Элеоноры о деятельности Центра коррекции поведения и развития речи у детей с ментальными нарушениями развития. Так, запускаю презентацию. Здравствуйте, меня зовут Элеонора. Сейчас запускаю таймер. 10 минут. Надеюсь, уложусь. Так, я поведенческий специалист. В 2017 году решила обучиться на ABA-терапию, так как в 2016 году я ушла из медицины. Мой главный врач со мной не решила продлевать договор, так как, видимо, ей не нужен был специалист, врач, у которого есть ребенок с инвалидностью. У меня ребенок с инвалидностью. В 2013 году я родила вроде бы здорового ребенка, но в 2-месячном возрасте она перенесла массивный геморрагический инсульт, после чего у нее очень такие тяжелые последствия нарушения, тяжелое нарушение развития. И вот в 2019 году, следующий слайд можно? И вот в марте 2019 году мы решили создать с родителями, да, таких же детей с ментальными нарушениями такой центр, который применяет прикладной анализ поведения. Вот видите наш перечень оказываемых услуг. В прошлом году мы внедрили вот тренинг с опорой на навыки по методу Грегори Хенли. Это очень такой современный подход в прикладном анализе поведения, который именно помогает в коррекции тяжелого проявленного поведения. И вот то, что вы видите, это над чем мы работаем. Следующий слайд. Основная проблематика, которая сейчас существует и существовала, и будет существовать, к сожалению, это нехватка специалистов. Также мы столкнулись, да, как родители, то, что существуют неподходящие методы обучения наших детей с ментальным нарушением развития. Сквозь слезы, сквозь рыдания детей наших научить невозможно, к сожалению. И выезжать каждый раз за пределы Якутии, оставляя семью, тоже очень так неблагополучно сказывается на семейных отношениях. Поэтому вот эти дорогие реабилитации за пределы Якутии, также увеличение количества детей с ментальным нарушением развития, в том числе с РАС, все это побудило к нам к открытию центра. Дальше. И вот краткая история нашего открытия. В марте мы приняли первых детей. 6 марта к нам приехали специалисты сейчас с недружественной страны, не буду говорить откуда. Они провели нам первый интенсив, потом вот в апреле приехали из Москвы с центра абордаж тоже специалисты, тоже поделились с нами с опытом. А потом мы стали проводить сами интенсивы, потом начали ездить на тренинги в Москву. Май, октябрь, ноябрь были тренинги в Москве. Потом в сентябре вот прошлась у Сибил Байарат из Германии, которая переезжала обучать до пандемии, обучение по ПЕКС. И в октябре мы сделали первый практический семинар для родителей и педагогов. Дальше.
А потом наступил 2020 год. В январе 2020 году мы выехали с семинаром в Татинский район. Там вроде бы всем все понравилось. Стали приезжать потом родители к нам. Стали обращаться специалисты с Татинского района с проблемами со своими. А потом в марте наступила пандемия. Во время пандемии мы руки не опустили, начали создавать новые продукты. Запустили онлайн-сопровождение детей посредством обучения родителей, именно чтобы родители, обучаясь сами, обучали своих детей. Также были такие проекты по обучению родителей по формированию досуговой деятельности, потому что обучить ребенка чем-нибудь занимать, кроме того, как сидеть целыми часами в телефоне или в планшете, это очень тяжело. Ребенка именно с ментальным нарушением развития. Также был курс у нас по ведению альтернативной системы коммуникации, PEX. И потом в сентябре я участвовала в международной онлайн-конференции по ведению таких специалистов. Дальше. Потом вот такая у нас статистика. В 2019 году у нас прошли наши интенсивные курсы и регулярные занятия 22 ребенка. У нас было 4 специалиста и 1 логопед. Потом до пандемии у нас было 26 детей. Потом наступила пандемия. Во время пандемии мы сопровождали 12 семей дистанционно. После снятия ограничений 14 семей было и 4 дистанционно остались. Они были из района. Затем в 2021 году мы начали набирать обороты и взяли в работу 2 специалиста дополнительно, 2 других специалиста, которые с нами были до этого во время пандемии, они ушли от нас. Потом сейчас у нас работает 5 человек, и за первое полугодие в 2023 году мы приняли 57 детей, а сейчас 38 детей, они у нас на регулярных занятиях. Также некоторые дети уезжают на реабилитационные центры в Нерюнгри или же на Сергелявский поступают, и в это время они приостанавливают. И в это время, когда они уезжают куда-то, мы берем других детей. Поэтому у нас только немножко есть поток, конечно же. И в резерве на сегодняшний день у нас 121 детей. То есть 121 детей хотят к нам попасть. Но так как у нас всего лишь 5 специалистов, мы не можем всех принять. Дальше. Цель деятельности у нас, конечно же, улучшение качества жизни семей с детьми с ментальным нарушением развития. Также удовлетворение нарастающей потребности, увеличивающееся количество детей с ментальными нарушениями. Также создание конкурентоспособного и образцового оказания качественных услуг для семей, воспитывающих детей с ментальным нарушением развития. И также у нас увеличение, конечно же, прибыли за счет самоокупаемости, потому что мы никакими субсидиями не пользуемся, никаких грантов не писали, мы все за счет частной практики выживаем. Дальше. Преимущество нашего проекта именно то, что у нас уникальные предоставляемые услуги, именно узкая специализация на основе научно доказанных методик. Это прикладной анализ поведения. Финансирование проекта, как я сказала, то, что это полностью собственные средства. Проект у нас благоприятно сказывается на вопросе регулярной непрерывной абилитации детей, ребенка. То есть дети у нас ходят годами, никуда не уезжают, качественную помощь у нас получают. Программу составляем кураторы. Берем регулярную супервизию ежемесячно от 8 до 12 часов в месяц. 1 час супервизии минимум стоит 5000 рублей. Посчитайте, сколько денег мы тратим каждый месяц на свое обучение. Команда инструкторов, терапевтов, которые реализуют программу. Дальше. Это кураторы, это я и моя коллега, мой партнер Евдокия. Дальше. Наши супервизоры, Наиля Валиева, она из Белгорода, Ольга Мелешкевич из Америки и Бутузов Наталья, город Москва. Инструктора, наши девочки, Дарья, Вера, Анна. Дальше. Программу мы составляем именно по запросу родителей, учитывая актуальное развитие ребенка и преграды к его обучению, развитию. Включает коррекцию проблемного поведения, развитие речевых навыков, бытовых навыков, досуговой деятельности, коррекцию пищевого поведения, формирование туалетного навыка. Дальше. Итоги. Сейчас занимаются с нами более 50 детей.
мы сотрудничаем с другими АБА-центрами из разных городов и стран. У нас сейчас 2 филиала в Якутске, работают 3 тераписта, окончили они 2-3 модуля на курсах ЭРС. Также мы 2 куратора, которые сдали сертификационный экзамен, закончили полный курс на курсах Юли ЭРЦ, и сейчас скоро мы будем подавать документы на подтверждение статуса супервизора. То есть у нас в Якутии будут 2 первые свои супервизора. А также в коллаборации с учебным центром Харсхал Плюс мы в начале года провели первый курс на тему развития речевых навыков у детей дошкольного возраста. С РАС и ЗПР было 27 слушателей, из которых 15 педагогов и 12 родителей. Педагоги, которые обучались на курсах, некоторые педагоги, они дальше прошли с нами кураторское сопровождение. Кураторское сопровождение, получали рекомендации, как работать с детьми, и с ними было очень легко разговаривать, потому что они были в теме. И как мы еще работаем, да, с другими центрами. Вот на примере 2 детей, которые переехали в Казахстан, в Алматы, мы нашли для них по рекомендациям супервизора тоже хороший центр и познакомились с руководителем, и с ней общаемся. И вот видите ее сообщение, то, что они нам писали, и вот сообщение от мамы ребенка мы получили. То, что составлять отчет о проделанной работе в электронном варианте и передавать все данные ребенка от специалиста к специалисту, это очень важно, потому что специалист, к которому придет этот ребенок с отчетом, будет знать, над чем работали. Дальше. И выводы. Методы обучения именно детей с ментальным нарушением развития, в том числе СРАС, нужно усовершенствовать, так как детей становится все больше и больше. Прикладной анализ поведения, как научно доказанный метод, очень эффективен. Внедрить ABA-терапию в государственных учреждениях, республиканских центрах, садиках, школах. И работать тоже по принципу инструктор, куратор, супервизор. К супервизорам мы обращаемся при тяжелых ситуациях, когда мы не знаем, что делать с этим ребенком, как кураторы. А потом, как кураторы, мы обучаем инструкторов, что делать. Составлять программы отчета о проделанной работе так, чтобы другие специалисты продолжали работать по программе, зная, над какими навыками велась работа и учитывая особенности ребенка, прикрепляя туда записи видео занятий. Потому что это очень важно, чтобы специалист знал, над какими навыками и как работает ребенок. И по видео видно, как работал ребенок с этим специалистом. И вот наши контакты, если что, можете обратиться к нам. Все. У меня, Элеонора, вопрос к вам. Вы чувствуете свою профессиональную самореализацию? Скажите в микрофон. Да, чувствуем. И есть куда расти. Это только начало. Давайте похлопаем. Вручим уже традиционную благодарность. Я уже не знаю, что говорить, когда мы дарим подарки, но мы вручим благодарность. Мы сделаем фотографию. Ага. Хорошо, спасибо. Ну вот, очень хорошее замечание в вопросе того, что не все работодатели готовы терпеть. Но это натуральное терпение, да, потому что даже когда ты берешь 4 выходных дня за счет работодателя, мой работодатель каждый месяц вызывал отдел кадров и спрашивал у сотрудника отдела кадров так, будто я хочу его обмануть. При этом я была вынуждена использовать отпуска только для реабилитации. И за 2 года работы я ни разу не ходила в отпуск в обычный человеческий отпуск. И когда я ушла с работы, я накопила 80 дней обычного человеческого отпуска за 2 года, потому что все остальные дни были потрачены мною на реабилитацию. Мне кажется, очень важно доводить данную информацию до работодателей в том числе, потому что иногда мы думаем, что дети с инвалидностью – это что-то, что по факту рождается таким, но жизнь, она очень динамична, и бывает иногда так, что ребенок приобретает инвалидность вследствие какого-то несчастного случая или вообще каких-то неконтролируемых событий, да, поэтому очень важно, чтобы мы поддерживали наших мам и пап для того, чтобы семьи сохранялись и помощь была оказана в должном объеме. Похлопаем.
Мы очень рады, что Леонора Михайловна согласилась выступить, потому что это пример того, когда родители выбирают рублем. Ну, то есть мы же с вами понимаем, что когда ребенок проходит реабилитацию, мы вынуждены проходить бюджетную реабилитацию, потому что МСЭ смотрит, что вы делали в течение года, когда вы получали вот пенсию по инвалидности, да? И они говорят, вот, если бы не МСЭ, я бы эту реабилитацию не проходил. Ну, вот как бы в душе так говорят, да? Но огромный показатель того, когда родитель выбирает специалиста либо центр, когда он оказывает финансовое вливание, то есть это другой уровень ответственности и другой уровень, конечно же, ожидания от услуг. Отдельно хотелось бы прорекламировать наш учебный центр. Вот Элеонора упомянула, что первый курс мы провели в соавторстве. Вообще образовательная деятельность Российской Федерации лицензирована, регламентирована, и человек, у которого, ну, либо организация нет лицензии, не может проводить обучающие курсы с выдачей документа об образовании стандартизированного уровня. Мы всем вам дали наш буклет. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть записанные курсы, которые вы можете приобрести, и эти средства пойдут на поддержку фонда. Ага, посмотрите, пожалуйста, здесь есть QR-код, мы сделали сайт. Поэтому, если вы готовы учиться, мы приглашаем вас посетить наш сайт. И мы перейдем к следующему выступлению, предпоследнему. Яковлева Анисия Ильинична представит вам проект «Теннис без границ». И тема звучит так. Вовлечение детей с нарушениями интеллекта и синдромом Дауна в игру в настольный теннис. Добрый день, дорогие Альбина Владимировна, Алена Николаевна, дорогие родители, коллеги. Да, я сегодня представляю Союз родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии», который я возглавляю с 2020, по-моему, года. До этого у нас была Люция Федотовна Анисимова, да? Вот. Я сама по специальности врач, детский врач, неонатолог, педиатр, сейчас в данное время остеопат, уже как 5-й год, да, официально. И мама, вот самое главное, особенная мама. Вот. В нашем сообществе состоят более 100 родителей со всей республики. Дальше. Вот. И наша тема «Теннис без границ». Ага, вот, теннис без границ, путь к здоровью, ага, и к успеху. Как уже я сказала, что у нас более 100 детей, семей состоят, и многие знаете, что 21 марта отмечается как Международный день людей с синдромом Дауна по всему миру, и поэтому традиционно мы всегда в этот день встречаемся. Это вот с этого года кадры, да, наших фотографий. И в нашем сообществе есть костяк таких подростков, девочек, юношей, которые активно занимаются спортом и являются прямо ведущими актерами инклюзивного театра «Алгыс». Вот, следующий слайд. Вот. По этому проекту мы в прошлом году выиграли грант Илдархана на 600 тысяч рублей. Да. Идея эта пришла вот от моей доченьки, от Верочки. Конечно, у нас есть такие речевые проблемы, поэтому мы учимся в 4-й коррекционной школе. Кроме школы, как будто бы у нас таких серьезных занятий не было. Но она очень активная, спортивная, поэтому в начале, вот до пандемии, мы каких там 15-16 годах в Самородок обращались, сами искали, да, вот тренера. Как-то было все безуспешно. Мы находили, но с нами говорили: а, вы Лин, вы не Пода. Пода — это вот с ограниченными движениями, да. Вот у нас, если сказать, да, в республике есть сообщество спортсменов Пода, сообщество спортсменов Федерации спорта слепых, есть Федерации спорта, есть глухих, а Федерации спорта ЛИН нету, лица интеллектуальной недостаточностью. Я как медик, как человек, немножко вхожий в Министерство здравоохранения нашей республики, скажу, что нарушение здоровья по интеллекту стоит практически
чуть ли на втором месте, чуть ли в передовых уровнях стоит, да, поэтому крайне важно, чтобы у нас в республике была отдельная федерация спорта ЛИН. Вот. Так вот, у Верочки дедушка очень хорошо играл в теннис, и у нее были какие-то задачи, уже способности. На этой фотографии вы видите, это мы в 22 году ездили в Мордовию, Саранск, где она заняла в личном первенстве 3-е место среди своих, да, вот, и в командных играх тоже 3-е место заняла. Вот, мы ездили со всей республики одни. Вот наш тренер, которого тоже, вот, когда мы заполняли предновогодние дни свою мечту, да, с Верой, с ней заполняли, вот как чудо пришел к нам координаты нашего тренера, да, Василия Дмитриевича. Вот, получается так, что мы занимаемся тоже вот как в частном порядке. А это вот фотография этого года. Если мы в 22 году ездили только одни, а в 22 году, смотрите, это мальчики с Мегино-Хангаласского района, тоже с коррекционной школы-интернат, вот со своим тренером. Это наша подруга Егорова Машенька, уже тоже солнечная девочка, тоже, которая активно занимается настольным теннисом. И девочка Сафронова Юлия, она с Хангаласского района. То есть мы смогли собрать такую команду детей с нарушением интеллекта и выехали в Мордовию, где Сафронова с Хангаласского района в своем возрастной категории заняла 3-е место. Вот. Когда мы писали проект, я обращалась в наши коррекционные школы, 4-я, 7-го, 8-го вида, да, 34-я и 22-я школы. Соответственно, в этих школах дополнительных, вот у них в школах было занятие по физкультуре, а дополнительных занятий именно для учеников не было. Вот. Поэтому наш проект был направлен на учителей, чтобы их смотивировать. Любой тренер, учитель физкультуры будет заниматься с ребенком, если будут какие-то результаты, если будут какие-то соревнования, участие в соревнованиях. Не просто ради вот, да, просто чтобы ребенок занимался, да. Дальше. Вот. Цель проекта – это распространение опыта занятий настольным теннисом вот, в коррекционных школах. Да. В прошлом году по проекту мы взяли городские школы. И в этом проекте мы провели аж 4 городских соревнования среди детей. Как у них горели глаза, как были воодушевлены родители. А раньше, до этого, таких соревнований у нас в городе вообще не проводилось. Вообще. Именно городских. Вот. И повышение уровня. Конечно, есть дети, которые худо-бедно играют, но надо вот как-то стимулировать, развивать уровень игры этих детей. На самом деле Федерация спорта ЛИН существует в России с 2012 года. И это огромная организация. И практически во всех федеральных округах есть, во всех областных округах есть, да, только у нас в республике нету этой отдельной федерации спорта ЛИН. И наш проект является как бы стимулятором, да, мотивацией создания этой федерации спорта ЛИН. Дальше. Вот, суть проекта, да, здесь по статистике как раз вот в предыдущем, да, докладе Элла упоминала, что у нас есть растущие показатели, да, действительно, вот если в 2017 году посмотреть, умственная отсталость была зарегистрирована 732 ребенок, то в 2020 году 830. С аутистическими признаками там тоже очень большие, огромные градации. Сейчас, как вот в данное время, я как сама по специальности, как врач, я занимаюсь именно разбором или исследованием этого вопроса, да, почему возникает именно, почему у нас в республике идет рост этого состояния. На самом деле это состояние в первую очередь связано с эндокринной системой, если немножко отходить от темы. Да. В проект тогда у нас включались, если 3 школы городских, то в этот раз мы решили расширить географию и включить республиканские школы, Амгинские школы-интернат, Мегино-Кангаласские школы-интернат и Уселданский. Вот. Всем известно, что развитие умственных способностей зависит от двигательной активности человека.
Наше тело именно предназначено, наши клетки предназначены для того, чтобы мы двигались. И бывает так, что развитие речевых способностей может идти через двигательную активность. Да? Вот, то есть активное занятие. Моя дочь занимается теннисом ежедневно. Минус 50, минус 60, там плюс 30, да, ежедневно. Сейчас у нас вот летом прошел лагерь, вот, но все вот здесь немножко, я говорю, у нас все идет как вне бюджет, то есть у нашего тренера вот эта злободневная тема, да, нету ставки для оплаты его труда, поэтому родители мы все сами оплачиваем. Наша школа тенниса является инклюзивной, там занимаются и здоровые дети, и дети с особенностями развития. Вот, и психологический тест Векслера, он включен для того, чтобы разрешили, допустили спортсмена к всероссийским соревнованиям. Это тест на интеллект. И как раз этот тест мы использовали в своем проекте, как, допустим, на начале проекта у Веры был такой уровень IQ, да, вот на выходе проекта у нее какой был. Но мы занимаемся уже 4-й год, и у нее, если в начале проекта мы совсем вот не готовились, когда шли вот к психологу, да, вот не заранее мы к этому тесту даже не готовились, у нее был показатель где-то 50-56%. А в этом году мы вот когда перед тем, как поехать в Мордовию, у нее был 78. Вот, то есть это показывает, что да, интенсивные, регулярные занятия улучшают когнитивные способности наших детей. Вот, дальше. Вот. Ну, здесь коротко скажу, да, у нас, получается, в проекте включено выезд команды лучших спортсменов, ежегодно проводится в Татарстане, в поселке Богатые Сабы. Там есть очень хороший адаптивный спортивный центр, там проводятся ежегодно турниры, всероссийские первенства и чемпионат по настольному теннису. Здесь хочу немножко сказать. В прошлом году для детей с синдромом Дауна был такой какой-то вот значимый, да, момент, когда 17 сентября министром спорта и физической культуры Российской Федерации были внесены изменения в реестр видов спорта. И в реестр был включен как отдельный класс ИН-2. То есть эти спортсмены, они могут официально участвовать в первенствах, чемпионатах, что и проводится. До этого, когда мы ездили, все сами, вот эти поездки происходят только все за свой счет. Вот. Мы просто в этот раз включили, что мы поедем за счет гранта, но, к сожалению, мы грант в этом году не прошли, да, вот, что командой из республики мы будем представлять осенью, в августе республику нашу в чемпионате и первенстве России. Дальше. Вот, ну, риски, конечно, вот каждый, Маша описывала, Элла, да, самое главное – это эмоциональное выгорание там, вот, членов команды, руководителя команды, это главное, да, то есть главное состояние – это состояние матери, ресурсное состояние матери, об этом мы уже знаем, вот, и, конечно, риски – это отчеты, вот. Конечно, какие могут быть у нас особенности в этом проекте, то, что вот у нас мы включаем уже республику, получается, это транспортные у нас особенности, да, и чтобы мы составили уже такой реальный бюджет для нашего проекта. Дальше. Вот, ну, по итогу проекта мы планируем, что у нас, да, будут вовлечены со всей республики 90 детей, да, которые будут регулярно заниматься. Проект поможет именно созданию деятельности вот нашего регионального отделения спорта ЛИН, вот. Тихо, Вера. Улучшились показатели интеллекта у наших спортсменов, да, вот. И, конечно, этот проект
который будет проводиться в школах, он мотивировал бы не только тренера, не только детей, но в первую очередь родителей. Что не все так потеряно, что наши дети с нарушением интеллекта, они тоже, для них тоже проводятся такие серьезные масштабные соревнования. Дальше. Вот. Какие советы? Вот мы в Татарстане, вот в прошлом году Верочка, это наша подруга близкая, Лейсан Зарипова, она знаменитая на всю, да, она занимала призовые места еще до пандемии в трисомных и соревнованиях, которые проводились в Италии и в Португалии. Вот. И Машенька, наша самая близкая подруга. Да? Вот. Движение, конечно, это жизнь, которая... Ага, вот это изречение для людей с особенностями развития вдвойне актуально. Да? Вот. И занятие спортом – это залог улучшения интеллекта, получается. Ага. Спасибо большое. Вот. А это вот, смотрите, уже вот дети со всей России, у нас столько друзей уже появилось, да, когда мы начали заниматься спортом. Занимайтесь спортом, я хочу сказать. Спорт всегда, никогда не делает плохое любому человеку. Раз у нас есть Федерация спорта там, ПОДа, слепых, глухих, и сейчас вот идет долгая процедура создания Федерации спорта ЛИН, где мы, вот как мамы, активно участвуем. Да, здесь вот представители Санкт-Петербурга, Чувашии, Татарстана, Тульской области, да, со всеми с ними мы находимся в близкой как бы коммуникации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас была такая уже официальная такая поддержка с государства. Вот. Пока мы все делаем на общественных началах. На ФПГ будете подаваться? Ну, не знаю, это надо вот ресурс здесь, да, и сейчас, скорее всего, да, хотели бы. Потому что, ну, вам скажу огромную самую такой причину, почему мы подавали. Потому что вот мы оплачиваем дорогу тренеру, мы оплачиваем ему проживание, вот, за свой счет карман. Мы оплачиваем ему, вот раз она каждый день занимается, мы же ему занимаемся не безоплатно, заплатно мы оплачиваем, да, вот. Если сказать к слову, да, Машенькина мама пенсионерка, ей больше 70 лет, например, да, вот. Поэтому, конечно, чтобы у нашего тренера была поддержка, мы и решились на этот грант. Со своей стороны хотим поддержать вас, если вы вдруг примете решение принять участие в фонде президентских грантов. Мы как фонд также дадим вам письмо поддержки, которое, вероятнее всего, увеличит ваши шансы. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим Анису Ильиничну. Вручим благодарность и наш подарок. В кругу наших мам Анису Ильиничну называют богиней младенцев, потому что долгое время она работала в больнице, и многие наши дети прошли через ее, и сейчас даже проходят через ее заботливые руки. Спасибо. Следующее выступление, которое было заявлено от нашей коллеги Гилевой Анастасии Григорьевны, было записано в видеоформате. Мы понимаем, что данный формат не совсем поддерживает нашу групповую динамику. Поэтому мы сейчас перейдем к последнему докладному выступлению. Далее передадим слово директору фонда и потом уже дальше приступим к нашей деятельности по программе. Разрешите пригласить Кондратьеву Олесю Эдиковну, представителя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Ага. Ну, деятельность в ОРДИ – это не проектная тема, но поскольку те трудности, с которыми сталкиваетесь вы, мы и все люди, которые здесь сегодня собрались, мы считаем важным знакомить вас с организациями, которые могут вам помочь в реализации ваших основных прав. Ага. Мою презентацию можно? Добрый день, меня зовут Кондратьева Олеся Эдиковна. Я являюсь председателем Всероссийского отделения
Всероссийского общества родителей детей-инвалидов по Республике Саха-Якутия. Организация основана в 2019 году и дополнила перечень организаций на территории Республики Саха-Якутия, в которых ранее отсутствовала организация, представляющая интересы целевых групп. Следующий, пожалуйста. Целевые группы в ОРДИ – это дети с инвалидностью, взрослые с ментальной или иной инвалидностью, нуждающиеся в представительстве своих интересов, и также семьи и близкие, то есть, не слышно, да? Семьи и близкие родственники детей с инвалидностью. То есть мы понимаем, что это неотъемлемая часть. Ранее такая организация вообще во всей России отсутствовала, и организаторы увидели, что необходима организация, которая бы представляла интересы и детей с инвалидностью, так как ВОК или ВОС, они могут, членами ВОК и ВОС могут быть только лица старше 18 лет. Поэтому интересы детей с инвалидностью ранее никто не представлял. В ОРДИ создано для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в обществе. Деятельность в ОРДИ направлена на улучшение качества жизни, взаимодействие с организациями, ведомствами. Добивается соблюдения прав детей с инвалидностью. То есть это своеобразный мостик, да, между органами, ведомствами власти и родителями. Следующий, пожалуйста. Ага. Ну вот здесь вы можете посмотреть области, в которых работает в ОРДИ. Здесь затронуты практически все сферы жизни детей с инвалидностью и инвалидностью старше 18 лет, да? То есть обширный круг, да? Полностью мы и с спортом работаем, и с образованием, с ранней помощью. Следующий слайд, пожалуйста. Наше региональное отделение взаимодействует по широкому кругу вопросов с региональными властями, с Бюро медико-социальными экспертизы, с отделением СВР, входит вообще с министерствами и входит в общественные советы ведомств практически. Также региональное отделение в ОРДИ вошло в состав родительского совета при главе республики, на котором мы озвучиваем вопросы, касающиеся детей с инвалидностью и их проблем, которые решаются. Следующий слайд. Региональное отделение в ОРДИ ведет работу в тесной сотрудничестве с прокуратурой Республики Саха-Якутия и города Якутска в интересах соблюдения прав целевых групп. Ну, то есть проблема в том, что многие родители, да, не знают своих прав, да, и обращаясь в организации и ведомства, то есть мы не всегда знаем, зачем идем и какие нас ждут ответы, да. И очень часто права родителей детей с инвалидностью и семей не соблюдаются. Вот таким образом мы работаем с прокуратурой в соблюдении прав детей-инвалидов. Следующий слайд. Также стали традиционными встречи с прокуратурой города Якутска. Они у нас прошли уже дважды, в марте месяце прошлого года, и в этом году также состоялась встреча с родительской общественностью, где родители смогли задать интересующие их вопросы и получить консультацию о дальнейших действиях своих. На самом деле это очень полезные встречи, где родители могут проконсультировать о их правах, и не только в сфере с инвалидностью. Дальше. Вот большое наше достижение – восстановлены права детей-инвалидов в сфере питания в образовательных учреждениях. Этот вопрос поднимался очень много раз, даже вот как раз на круглом столе. И, наконец-то, в октябре прошлого года, 14 октября, вышло постановление номер 313, по которому все дети с инвалидностью, обучающиеся в образовательных учреждениях, независимо от формы обучения, очно или заочно, получают двухразовое горячее питание, то есть если они обучаются в школе, если они обучаются на надомном обучении, они получают сухой паёк в размере вот этой стоимости. Это большая наша победа, которая коснулась каждого ребенка в республике. Следующий. Также решаются проблемы с обеспечением системного непрерывного мониторинга глюкозы. Да, я вот могу сказать, что нам удалось сдвинуть вот эту систему, и Министерство здравоохранения заложило необходимые средства на обеспечение непрерывным мониторингом глюкозы, да.
Тем, у кого есть знакомые дети с заболеванием сахарный диабет первого типа, наверное, всем известно, что ранее вот эти системы закупались за свой счет родителями. И вот в этом году у нас практически все дети с сахарным диабетом первого типа обеспечены непрерывным мониторингом глюкозы и другими медицинскими изделиями. Ну и также решается много вопросов с питанием и обеспечением другим необходимым медицинским оборудованием. Следующий, пожалуйста. Региональное отделение в ОРДИ проводит совместные проверки с органами власти, с прокуратурой. В прошлом году были проверены территории дворовые, территории, вошедшие в программу «1000 дворов». Да, нами внесены были недочеты, которые вынесены представления подрядным организациям. И в данный момент они находятся на контроле. В этом году тоже наша республика участвует в этой программе «1000 дворов». Я думаю, также мы вот эти территории на доступность проверим. Следующий слайд, пожалуйста. По инициативе в ОРДИ совместно с Министерством здравоохранения и с благотворительным фондом Харысхал в прошлом году ко Дню матери было организовано комплексные медосмотры для родителей детей с инвалидностью. Дело в том, что в проблеме со своими детьми наши родители забывают о себе, и мне кажется, было достаточно очень важно. Это в субботние дни родители смогли пройти комплексные медосмотры, и кому требовалось необходимое дополнительные медицинские обследования, были направлены по организациям. Медосмотры прошли 87 родителей, не только мамы, папы тоже были. Следующий слайд, пожалуйста. Наше региональное отделение впервые в 2022 году провело региональный этап премии «Родительское спасибо». Это премия, где родители сами выбирают, кому сказать спасибо. Да. И федеральным номинантом стала у нас Елена Александровна Волкова. В этом году тоже будет... В этом году также будет... эта премия, я призываю родительские сообщества предлагать свои кандидатуры на федеральную премию. Следующий слайд, пожалуйста. Также в этом году впервые был конкурс лучших практик с НКО. У нас приняли участие 3 СОНКО, которые работают в сфере помощи детям с инвалидностью. «Меняем мир вместе». Да? Вот все 3 НКО, это очень сильные, хорошие НКО, которые полностью работают с детьми. Ну, у нас приняли благотворительный фонд Харысхал, оно особый ребенок, и победителями регионального тура стали инклюзивный театр «Алгыз Благословения», которые представили нашу практику на федеральном этапе конкурса и были награждены в Общественной палате Российской Федерации в городе Москве. Следующий слайд, пожалуйста. Также 27 мая состоялся Всероссийский съезд в ОРДИ, на котором мы приняли активное участие по обмену опытом с регионами. И 17-18 мая представитель нашего регионального отделения приняла участие в социальном форуме в городе Хабаровск. Вот эти форумы очень важны тем, что мы обмениваемся опытом, мы говорим о своих проблемах, видим пути решения этих проблем в других регионах. На самом деле получаем огромный опыт. Следующий слайд, пожалуйста. Нашим региональным отделением ежедневно проводится большая работа по консультационно-правовому сопровождению семей, воспитывающих детей с инвалидностью. На самом деле этих обращений бывает очень много, ни одна семья, обратившаяся в наше региональное отделение, не остается без внимания. Следующий. Наши контакты можете посмотреть, как с нами связаться. Спасибо большое. Уважаемые родители, пожалуйста, сохраните контакты, потому что все те вопросы, которые вас беспокоят и которые требуют вашего индивидуального подхода к вашему вопросу или к вашей проблеме, возможно, на них потребуется чуть больше времени, чем просто формат вопрос-ответ. Поэтому мы приглашаем вас подписаться на наши социальные сети, подписаться на социальные сети в ОРДИ,
сохранить телефон, электронный адрес, потому что все вопросы должны решаться посредством вашего официального обращения. Нет обращения, мы, к сожалению, ничем не сможем вам помочь. Завершающий этап вручения благодарственного письма от фонда и подарка. Пожалуйста, фотографирование. Фотографирование. Пожалуйста, да. Кто-нибудь сфотографируйте, пожалуйста. Так, спасибо. Да. Мы поблагодарим Олесю Эдиковну, она была последней в нашем марафоне выступления, но мы на этом не заканчиваем, но плавно мы с вами движемся к подведению итогов. Разрешите представить итоговое слово Атласовой Алене Николаевне, которая пробыла сегодня с нами целый день, народному депутату Республики Саха-Якутия, председателю Комитета по делам семьи, детства Илтумен. Как вам? Спасибо. Я очень внимательно все слушала, многое записала. И давайте поаплодируем нашим замечательным мамам. Огромное спасибо. Действительно, родители – это большая сила. Мы видим, да, сколько сделано. У каждой такой проект. И это связано, конечно, с большой любовью к своему ребенку. Также начинается, все начинается вот с этого ребенка. Я просто, не голословно говорю, потому что в фонде «Праздник жизни» тоже есть такие истории, когда практически неподъемного ребенка с опухолью головного мозга, без мозжечка, вот представьте, у ребенка нет координации, но родители сделали все, чтобы ребенок закончил школу, даже учился в медучилище, сейчас ходит с тросточкой, говорит на английском языке. То есть вот это представьте, насколько это любовь родителя может творить чудеса. И я сегодня очень благодарна Харасхалу, потому что сегодняшняя площадка – это площадка, которая дарит надежду. Действительно есть выгорание, да, выгорание у всех есть. Я тоже 20 лет, и когда стала депутатом, в 5-м созыве я работала на общественном начале, будучи там руководя своим фондом, да, который учредила как родитель. А когда в 2018 году я стала председателем, были какие-то такие подвижки, чтобы закрыть. Но я понимаю, что насколько это нужно людям. Это же закроешь, и уже не будет той помощи, того, что сейчас идет. Это сейчас работает, фонд работает, продолжает деятельность. И, конечно, те семена, которые мы очень давно, я говорила, что пионеры дают сходы, и я вижу, как это все развивается. И замечательно, что есть такие родители. И на самом деле сегодня во многих выступлениях звучало, что это практически уже реальность жизни становится. Мы сами видим, что насколько медицина развивается, столько и будет детей с инвалидностью. Чем больше будет медицина развиваться, тем больше будет детей с проблемами здоровья. И эти услуги, которые мы делаем, вы делаете, это действительно будет и дальше востребовано. И отрадно, что это уже идет в улусы. Вот сейчас из Намцев очень хорошее выступление было, как это практически внедрено в государственные учреждения. Да? Очень много интересного я услышала. Также хочу обратить внимание, уважаемые наши родители, конечно, вы риски, проблемы озвучивали, это очень правильно. Как дальше развиваться? Такой вопрос вы все себе ставили и отвечали на них. Конечно, гранты – это хорошо. Вы сейчас спрашивали, а вы будете участвовать в президентских грантах? На самом деле гранты имеют свойство заканчиваться и имеют временной промежуток. То есть есть точка от А до Я, который ты проходишь, потом ты делаешь массу отчета, если ты 5 рублей взял, ты делаешь на 50 рублей отчет обязательно. Да? И очень хорошо, что сейчас есть другие пути.
действительно путь, когда уже это практически бизнес, и получается уже самоокупаемый бизнес, да, получается. Это социальный бизнес, когда родитель сам занимается, помогает другим родителям, да, и помощь оказалась очень востребована, да. И также вот в Москве работает такой же центр с детьми с аутизмом, работает центр педагогической поддержки, как называется, ЦЛП, да? Центр лечебной педагогики. Да, они тоже платно делают, но это очень востребовано для родителей и очень хорошо развивается. Ну и еще вот другой путь – это, конечно, быть поставщиками социальных услуг. Это когда, ну, медленно, но тоже государство помогает, даже вот признание министр наша Елена Александровна заслуженно получила. На самом деле это не из-за этого, а просто человек, который с пониманием относится, входит в проблему, понимает вот все проблемы, которые есть по всем отраслям, не только вот по детям с инвалидностью, которые мы сейчас обсуждаем, вообще по всем, да. Но здесь я хотела бы заметить, что, конечно, здесь межвед нужен. Межведомственное взаимодействие, чего мы сейчас, к сожалению, не увидели. Здесь даже должен был сидеть рядом министр здравоохранения, министр образования. И те проблемы по образованию, по лечению, которые поднимались, тоже на таком же уровне, как наш министр Елена Александровна, они должны были быть тоже, как давать ответы, соответственно, должна была быть обратная связь, да? В первой площадке вот мы услышали очень интересное выступление Челябинска. Я сидела рядом и спросила вообще, сколько у вас в классах детей вообще в Челябинске обучается. Она сказала, от силы 30 детей. Ну и сравним с нашими классами, с нашей школой, когда у нас классы переполнены, 40 детей, ну, 38 – это уже стандарт наших школ, да, и внедрять туда вот инклюзию, когда будут еще сидеть тьюторы, это действительно очень сложно. Когда мы начинали вот уроки доброты, мы даже сделали 2 ресурсных класса в 33-й школе, 14-й школе на гранты. К сожалению, это не пошло в больших школах, потому что действительно это должен быть, ну, государственный подход, а не просто так инициатива родителей, благотворительного фонда, общественной организации. Это должно быть поддержано государством, потому что финансирование тьюторов, это директор должен понимать, обучение, да, мы все делаем, вот действительно вода камень точит, но здесь, да, действительно нужен государственный подход. Вот. И, уважаемые родители, просто преклоняюсь перед вашим трудом, не выгорайте, ищите источники энергии, потому что вы занимаетесь очень важным делом, и поднимая своего ребенка, вы помогаете именно таким детям, именно с вашего сообщества. Вот кто-то спортом занимается, кто-то вот путешествует, кто-то рисует. Ну, то есть вы находите те пути, которые необходимы именно вашим детям, и таким образом вы развиваете общество в целом. Огромное вам спасибо. Ну, главное, будьте ресурсными. Если вы будете ресурсными, то и все будет у вас получаться. Спасибо. Извините, мне надо бежать, поэтому спасибо большое. Да, спасибо большое. Мы готовы подвести итоги. Разрешите пригласить директора фонда Харсхал Клюкину Любовь Николаевну. Да, давайте чуть-чуть погромче. Спасибо. Добрый вечер, наши уважаемые родители. Я сегодня имела замечательную возможность общаться со всеми за пределами этого зала, да. На самом деле мы сформулировали почему-то на черном фоне, да, некоторые предложения от нас, которые предлагаем вам к вниманию, да, к принятию, может быть,
какой-то из пунктов кажется вам некорректным, поэтому внимательно почитайте. И я предлагаю Елизавете, нашему модератору мероприятия, добавлять то, что вам покажется важным здесь зафиксировать. Что я хотела бы сказать, да, по итогам. Я сегодня готовилась с большим выступлением про социокультурную реабилитацию. К сожалению, выступить не получилось, но я думаю, что эти возможности у нас еще будут и не раз. Я сейчас испытываю большое чувство благодарности. В первую очередь, конечно, к руководству, да, к нашей республике, к министру труда, к Елене Александровне лично за то, что эта площадка у нас получилась. Она у нас получилась, на мой взгляд, довольно-таки цельной, полезной. И вот я провела сегодня полдня, общаясь там, и в WhatsApp, и родители, и специалисты писали мне о том, что им было важно и полезно здесь находиться. Мне кажется, это самое главное, да, для нас. У нас был прямой эфир, в Zoom все было зафиксировано, была запись. Я так думаю, что если запись будет хорошего качества, то мы еще и нарежем выступления наших родителей и будем их отдельно публиковать в социальных сетях, с вашего позволения, если это вам кажется полезным. Мне кажется, что это будет полезно. Нас постоянно в Zoom также смотрело с десяток человек, то есть они выходили, заходили с разных районов. Наши родители любят смотреть наши мероприятия в записи, поэтому, в принципе, сам уровень просмотров, он будет довольно-таки высоким, наверное. Нам важно делать такие диалоговые площадки, чтобы вы здесь могли высказываться и чтобы вас здесь могли услышать. И мне кажется, сегодня почти все получилось, все, что мы задумывали. Сегодня как раз-таки хотелось, чтобы модерировала мероприятие мама особенного парня нашей Елизаветы, поэтому прошу прощения, но я хочу, чтобы вы поаплодировали. Мне кажется, что она справилась со своей задачей. Просто замечательно. Все проекты, про которые вы говорили, мы будем их публиковать, размещать открыто, да, и тиражировать, потому что именно для этого сегодняшний родительский форум и проводился. Ну, вы всегда знаете, что фонд Харысхал максимально открыт для всех, для общения, открыт наш офис, открыты мы всегда в социальных сетях и лично. Поэтому приходите, давайте будем оставаться в диалоге, потому что на самом деле у нас этот диалог всегда есть. Итак, смотрим на предложение. Для увеличения охвата реабилитации, которую мы сейчас проводим, социокультурная, да, нам, конечно, необходимо отдельное оборудование помещения, да, это уже веяние времени. В том помещении, где мы сейчас находимся, не только мы, но и другие организации, у нас уже просто нет путей для развития, а с декабря этого года нас попросят уйти со смарт-библиотеки, скорее всего, ну, может быть, и нет, тут есть представитель библиотеки, поэтому я смотрю на нее, да, но там это не наше, да, и мы там на таких птичьих правах, прошу прощения. И это помещение, конечно, нам жизненно необходимо. Нужно расширять возможности для оказания психологической поддержки нашим семьям, потому что вот когда специалисты говорят о том, что вот, например, отказалась мамочка приходить на реабилитацию, да, или она пришла и там чего-то возмущается, да, так она возмущается, потому что она может быть в абсолютно разном, даже пограничном психологическом состоянии. Она может быть, извините за это слово, не в ресурсе совершенно, да, находиться. И вот мы понимаем для себя, что у нас в фонде сейчас недостаточно предоставлены возможности психологической поддержки наших семей, и работаем над этим. Скоро у нас будут открываться такие группы психологической поддержки, но все же это должна быть более системная история на уровне республики и на уровне объявления диагноза. Мы вчера встречались с мамочками ребятишек с синдромом Дауна, о чем говорили наши мамы. Они снова и снова проговаривали тот момент, когда им врач сказал, какой ребенок у них родился в роддоме. Понимаете? Детям 5, 6, 8 лет, а они вот снова возвращаются и возвращаются вот в эту свою самую страшную в жизни историю. Да? Они ее не прожили. У них не было вот этой терапии, про которую Мария постоянно говорит. И вот этот момент нам нужно система межведомственно с вами решить. И тогда, в принципе, реабилитация будет, скорее всего, более эффективной. Родители смогут развиваться. У нас вот сейчас в группе Харысхал Плюс страшный спам от одной из наших
мам, все, кто есть в этой группе, знают, о чем я говорю, да, потому что она здесь быть не может, у нее довольно-таки сложный, да, парень, и при этом ей хочется высказаться, и она вот говорит, вот, и мы должны предоставить мамам возможность и окружению детей для психологической разгрузки. Необходимо сформировать общественный совет, который будет верифицировать деятельность нашего республиканского центра, в состав которого войдут представители родительских сообществ. Да? У нас есть, и об этом мы сегодня прописывали, некие недовольства работой центра, да, будем говорить об этом прямо, мы это озвучиваем. И если вы поддерживаете это предложение, чтобы родители верифицировали деятельность, то, пожалуйста, им этому предложению поаплодируйте, если поддерживаете. Да? Такой общественный совет точно нужен. Безусловно, нужно предусматривать возможность увеличения срока реабилитации. То есть, понятно, есть 21 день, потом еще 21 день, но есть механизмы реабилитации, которые должны быть постоянно. И не все родители платежеспособны и могут себе позволить реабилитировать ребятишек за деньги, согласитесь, да? И таким образом они просто сходили на 21 день раз в год, и все. Да, и закрылись дома, грубо говоря. Ну вот это происходит так. Сегодня наши спикеры об этом здесь говорили, и есть регионы, где есть такая практика. Было бы классно, если бы хотя бы в пилотном формате также у нас это было внедрено. Конечно, здесь мы говорим про разные нозологии, под все это не подойдет. Ну и с учетом того, что наши некоммерческие организации и сообщества родительские очень сильно развиваются, поэтому нужна большая грантовая поддержка нашим сообществом родителей. Вот сейчас, например, некоторые проекты не получили поддержку на уровне конкурса грантов Илдархана, хотя они были вот как раз-таки проект «Солнышек Якутии», да, хотя проект был просто великолепный. Один из экспертов оценил его на 100 баллов максимально, но почему-то второй занизил балл, и все, проект дальше развиваться не будет. И у нас сейчас по семейной политике всего 5 миллионов рублей, но это, скорее всего, сумма недостаточная. Поэтому мы выходим, да, с такой инициативой, что сумма поддержки или, возможно, отдельное грантовое направление в рамках этого конкурса должна быть больше. Если поддерживаете, то тоже можно поаплодировать, в принципе. Да. Какие еще у вас есть предложения? Предлагаю такой небольшой открытый микрофон. Я прошу мне помочь. Микрофон лежит. Ага. Да, Елизавета или Антонина, кто-нибудь. Уважаемые родители, какие еще предложения, что мы здесь не учли? Это такое быстрое резюме, которое мы хотели бы, чтобы было отражено в резолюции конференции. Ну, конференция, насколько я понимаю, не подразумевает резолюцию, да, наверное, или... Да. Мы будем, скорее всего, писать письмо уже от правительства по изменению федерального законодательства по итогам резолюции. Я вижу в этом более как бы практическое решение. А все, что касается, значит, предложений в адрес органов исполнительной власти, мы однозначно сформулируем и подпишем с тем, чтобы это было. Ну, я еще вот, девушки, да, если скажут свои предложения, я уже готова, в принципе, прокомментировать практически по каждому предложению. Отлично. Хорошо. Ага. Анисия Ильинична, пожалуйста. Да, можно ввести по ресурсному классу, туда дополнительно как-то вот сформулировать, да, и еще по пандусам. По пандусам можно внести или нет? По программе «Доступная среда». Ну вот Елизавета предлагает вам интерактивный формат ведения сейчас предложений. Снова берем телефон, открываем камеру, вводим. Я предлагаю еще формат в группе в наших РСХАЛ+, она у нас такая супер живая, да, в некоторые моменты. Пишите, пожалуйста, предложения там. Сегодня до вечера я прошу их максимально отправлять. У нас вечер завершается обычно
часа в 22-23, до этого времени давайте договоримся, хорошо, чтобы завтра мы их передали уже Елене Александровне. Кто-то сейчас готов озвучить? Да, кто-то еще готов? Да, пожалуйста. Ага. Можно 5 слов? Да. Благодарим всех организаторов за такое мероприятие. И хочется пожелать, что наши гости очень рано ушли. Как-то мне жаль, очень жаль, что они ушли рано. И на будущее, чтобы, если в программе они есть, тогда бы как-то вот дослушали бы нас. Как-то мы сейчас вот о своем говорим друг другу, и все друг друга знаем. Может быть, кто-то есть новый человек, который узнал что-то новое. Да. Но это хотелось бы, чтобы процент был больше. Спасибо большое. Отдельное замечание. Да, мы в этом плане поработаем на будущее. Ага. Так. Ага. У кого еще есть предложения? Так, я смотрю, что предложение пишите здесь. Ага, ага. Мария, пожалуйста. Ага, микрофон. Мы ваши предложения, которые вы писали на слайдах, тоже примем в работу. Ладно, мы это все переосмыслим. Мария? По поводу тоже вот предложения на слайдах, да, по поводу педагогического подхода к реабилитации и по поводу того, что именно в дошкольном возрасте важно социализировать ребенка. И было бы очень хорошо, если бы детские сады брали детей по месту прописки, даже несмотря на то, что там ребенок ходит, не ходит, независимо от этого по прописке брали детей и начали социализировать буквально с ясельного года. И как-то вот это вот проработать этот момент с Министерством образования. Да, ну обычно у нас к Министерству образования наибольший пул вопросов, к Министерству труда меньше всегда на самом деле. Вот, и здесь мы прям, так, ага, хорошо. Спасибо большое, Мария. Так, ага, Юлия, пожалуйста. Юлия, ага. Юля наш партнер от смарт-библиотеки. У нас хороший проект есть общий. 2 слова тоже про него можешь сказать. Буквально 2 слова. Хорошо. Я сначала скажу тогда про предложение. Я его тоже написала. Хотелось бы какая-то, чтобы была дорожная карта для родителя. Вот с начала постановки диагноза. Нам повезло, мы сходили на комплексную как раз диагностику Харасхал, и нас там вот направили как раз. А родители, которые туда не попадают, да, они иногда не знают, куда обращаться, куда не стоит, да, какие есть вообще специалисты в городе, в России, за рубежом. И хотелось бы, чтобы это как-то комплексно выдавалось, может быть, в формате какой-то брошюры или что-то такое. На уровне, когда вот поставили да, инвалидность и в МСЭ, вы что-то получили в самом начале. Да, педиатр, невролог, кто-то, да, чтобы направил, куда нам вообще дальше идти и что дальше делать. Это было бы очень здорово. Супер. Да, зафиксировали, да, я надеюсь, Елизавета? Я еще написала туда вот. Спасибо. Туда я тоже написала. А по поводу проекта, да, мы как раз решили сделать такую тоже поддержку для родителей и собрать фонд, литературу для родителей особенных детей. И этот фонд у нас будет в смарт-библиотеке, чтобы родители смогли одалживать книги, читать книги про диагнозы, про то, как помогать ребенку принять, понять, что делать дальше. Мы собрали деньги с помощью краундфандинга, да, с помощью как раз вот фонда Харасхал. Все сбросились дружно. Да. Купили литературу, она у нас есть, сейчас мы ее оформляем в срочном порядке, и 1 июля в смарт-библиотеке в 12 часов будет презентация проекта. Книги самые лучшие, Юлия с Елизаветой их детально отбирали, и они прям шикарные, дорогущие, которые лично вот не купишь, грубо говоря, себе домой. Поэтому добро пожаловать на презентацию. Юль, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Вписывайте, пожалуйста, свои предложения, а я готова передать микрофон Елене Александровне, пожалуйста. Ну и благодарю за то, что сегодня здесь были, за то, что остались до самого конца, самые стойкие и верные нам мамы. Где папы опять у нас? Вот где наши папы, как всегда? Так, ну, спасибо большое, хотя незапланированное выступление, я прибежала, честно говоря. У нас вот я сразу хочу, наверное, извиниться, с одной стороны, в том плане, что, конечно, если бы были эксперты федерального уровня, тем более до конца, наверное, это было бы, с одной стороны, ну, возможно,
где-то и очень даже эффективно в продвижении каких-то наших предложений. Да. С другой стороны, ну, у нас получается сегодня параллельно, да, вот идут мероприятия, и я лично выбежала для того, чтобы с представителями ВЭБ обсудить вопросы сопровождаемого проживания для инвалидов в правительстве. Да, то есть было как раз проведено рабочее совещание, на котором мы буквально тоже очень быстро проговорили наши перспективы. Мы планируем масштабировать эту технологию, которая сегодня реализуется пока в пилотном режиме. И поэтому, да, здесь есть такой момент, но с другой стороны присутствовал полностью первый заместитель министра, который курирует, Альбина Владимировна Трубина. Мы полностью все ваши, вот поверьте мне на слово, у нас такая как бы кредо, мы стараемся слышать, фиксировать, анализировать и все-таки продвигать те предложения, которые поступают. Это раз. Поэтому я сегодня здесь и с вами была сегодня полностью Алена Николаевна Атласова. Это тоже наш очень мощный социальный партнер, с которым мы вот последние вот эти годы идем совместно и продвигаем, и решения принимаются. Да? Поэтому здесь в следующий раз, конечно, с Любовью Николаевной мы будем, как бы сказать, организационном плане советоваться и так далее, с тем, чтобы это было более как-то так вот в полном, да, более полно, значит, наше обсуждение. По выступлению, Любовь Николаевна, ваша, я все-таки предлагаю его завтра включить в одну из площадок, да, потому что это очень важная тема социокультурной реабилитации. Мы очень ждем федеральный закон, который предполагает распределение полномочий, в том числе по социокультурной реабилитации, в том числе с привлечением органов в сфере культуры. Вот. Эти вопросы мы будем обсуждать как раз с нашими федеральными экспертами. И что касается, вот кто-то из девушек сказал по поводу психологической поддержки, значит, и вообще технологии работы с мамами, когда объявляется протокол объявления, значит, заболевания. Эта тема в том числе будет обсуждаться послезавтра на панельной сессии с участием Центра лечебной педагогики. Вот у нас специально приезжают 3 эксперта, очень известные, Битова со своей командой, поэтому, насколько я знаю, этот вопрос в том числе будет, во всяком случае, ими проговариваться. Это в организационном плане, да. Я хочу, чтобы вот включили, да, вот ту, наверное, черненькую, или здесь все перенесли. Ну, то, что уже успели перенести, да. Значит, так, зелененькая. Вот. Ну, по помещению я здесь пока не буду, наверное. Мы с Любовью Николаевной этот вопрос, значит, взяли в проработку. Дальше пойду, значит, по поводу расширения возможностей для оказания психологической поддержки семей с инвалидностью. Но у нас, в принципе, фонд Харыскал, он был при его создании нацелен, да, именно на работу с родителями в первую очередь. Того, чего у нас не хватало на тот момент в рамках государственных учреждений, да, поэтому программа еще с 2011 года, с 2012 года, когда был фонд создан, она была сориентирована на работу именно с родителями, понимая, что если детям, ну, в той или иной мере услуги, помощь предоставляется, то родители остаются зачастую вне каких-то, значит, вне поля зрения, то, в общем-то, ну, уже больше 10 лет, сколько уже нашему фонду? 12 лет эта программа продолжается, да, но мы, понятно, не стоим на месте, поддержка идет и других организаций, да, в сфере поддержки родителей. Поэтому здесь я абсолютно поддерживаю, что нужно нам расширять, мы подумаем, как это делать, пока ресурсов, я понимаю, о чем вы говорите, да. Поэтому нужно нам будет с вами, Любовь Николаевна, все-таки о системе подумать, все-таки каким образом это сделать. Я абсолютно согласна с тем, что это нужно в первую очередь делать, с тем, чтобы, как вы сегодня говорили, поддержать ресурсность мамы в первую очередь. Сформировать общественный совет, верифицирующий деятельность РРЦ, с этим абсолютно согласна, мы пойдем на это. Это нормальная тема, у нас создание общественных советов
поддерживается при, тем более, таких значимых центрах, как РРЦ, здесь вообще никаких вопросов нет. Далее, решить вопрос по созданию, открытию интерната. Ну, сразу интернат – это, конечно, сложно, сразу скажу. Знаю, что до сих пор продолжается обращение тех семей, которые прибывают в Нерюнгри для получения реабилитационной помощи. На сегодня мы инвентаризируем то, что сегодня есть, и анализируем, как предоставляется. У нас там социальные гостиницы, да, что в РРЦ ДЦП, что в РРЦ СУВАК. Вот, насколько они в полном объеме обеспечивают, понятно, что не обеспечивают, но хотим, чтобы они работали несколько в другом формате. Это раз, ну, требуется определенное время для принятия решений, и проводим сейчас работу по поиску дополнительных помещений в формате социальных гостиниц. Пока так мы пытаемся вопрос этот далее развивать. Значит, и что касается рассмотреть возможность увеличения срока реабилитации и курации вплоть до года, да, вот как раз вот здесь, значит, написано вплоть до года. С этим тоже абсолютно согласна. Мы с Альбиной Владимировной довольно-таки, ну вот в последнее время уже плотно переходим к данному решению. Это будет. Вот, это будет, то есть это будет не совсем, ну, я не скажу, это вот прямо вот завтра, там в июле, в августе мы решим, но мы этот вопрос решим. Мы для себя ставим задачу определить, так скажем, типизировать ситуации, да, жизненные ситуации и разработать перечень программ в зависимости, вот как вы сказали, конечно, для всех это не требуется, да, нужно будет определить нуждаемость в таких долгосрочных программах. Понятно, что это сразу сделать не удастся для большого количества, скорее всего, семей, но мы пойдем на это. Мы специально изучали опыт, как вы сказали, продвинутых регионов. Мы выезжали специально в Пермь и в Тюмень, значит, в Ханты-Мансийский автономный округ. Почему сегодня, коллеги, здесь идет вот у нас обмен опытом? Действительно, есть программы до года, которые помогают родителям. Ребенок в школе, пожалуйста, начальная школа, приходит после обеда и занимается после обеда полный, ну, все по-разному, там где-то 3 часа, где-то 6 часов, вот. Поэтому здесь в обязательном порядке мы этот вопрос будем прорабатывать. Я думаю, что в этом году мы его нормативно отрегулируем. Я думаю, что это в наших силах хотя бы, как вот вы сами сказали, в пилотном режиме. Значит, в пилотном режиме всегда идти проще, потому что это все-таки деньги, и мы заходим на определенный этап, а потом мы его уже масштабируем. Так проще продвигать инициативы. Кроме того, с точки зрения поддержки, значит, детей, в первую очередь, достаточно с тяжелыми, да, заболеваниями. На сегодня мы уже заходим в пилот, опять же, фонда Гордеевой. Мы зашли в перечень победителей регионов по созданию домашних микрореабилитационных центров, коллеги. Это Амгинский район и это город Якутск. Вот, поэтому этот момент мы тоже в этом году уже в течение первого полугодия прорабатываем, результаты вот буквально на этих днях поступили, поэтому это тоже дает, ну, как бы надежду. Да, да. Да, безусловно, это, конечно, это новая совершенно форма работы, которая не предусмотрена законодательством, да, то есть это выезд мультидисциплинарной бригады на дом, да, к тем деткам, которые, к сожалению, не могут, соответственно, посещать, либо выезжать в город Якутск. Ну, понятно, у нас транспортная доступность такова, что, ну, и транспорт, и так далее, все вот эти вот, ну, как в Нерюнгри, проживать негде, да, грубо говоря. Поэтому вот будем поэтапно расширять еще и вот эту тему. Так, и увеличение суммы грантов, да, по семейной политике, их было 2,5 миллиона. Увеличили до 5 миллионов по семейной политике. Постараемся, конечно, с Минмолодежи в правительстве этот вопрос. Высокая конкуренция, да, но это от этого объема, он увеличивается, это я вам прямо уверенно говорю, мы этим занимаемся, но все-таки вижу
ну, кроме вот это нужно продвигать, и, наверное, как некоммерческий сектор и фонд, и вы сами можете также обращаться, и Министерство по делам молодежи, может быть, значит, и мы здесь, конечно же, подключимся. Но вот я со своей стороны вижу все-таки расширение реабилитационных услуг через негосударственный сектор. Да, нам нужно провести работу по... Это, опять же, создание нормативно-правовой базы, которая нам позволит завести уже высокоподготовленные некоммерческие организации к предоставлению услуги как реабилитация. Это, конечно, не отдельные мероприятия, поэтому вот я уверена, что здесь очень много было предложений и готовых решений по мероприятийно, но все-таки это мероприятий, это да. А вот мы хотим уже на системной основе для того, чтобы расширить непосредственно сам комплекс услуг именно по реабилитации, а это не просто один специалист, а это все-таки команда. Это не так просто, но тем не менее я считаю, что у нас есть в республике уже достаточно подготовленные общественные организации, которые смогут войти в реестр поставщиков и, соответственно, уже зайти на механизм компенсации. Но это на сегодня мы уже в министерстве к этому готовы. Да? И нам нужно тогда совместно сделать обучающий какой-то блок. Обучение это однозначно все это требовать будет, то есть это прямо комплекс мероприятий. Понятно, что это дополнительный объем денег, который необходимо будет заявляться, соответственно, в рамках бюджетного процесса. Это все проходит согласование, правительство будет принимать решения, но то, что сегодня это уже необходимо сделать, мы как задачу для себя ставим. И в концепции по комплексной реабилитации, которую мы приняли вот буквально весной этого года на правительстве, об этом тоже, ну вот как задачу мы прописываем. Поэтому, ну вот работаем дальше. Спасибо вам огромное. Все, как-то так. Благодарим. Я так понимаю, что у нас есть возможность сделать общее фото под названием «Самые стойкие», да? Да, желающие сфотографироваться, да? Ага. Мы вас благодарим. Все материалы везде мы разместим, разошлем. Сегодня, если вы наблюдали, смотрели, в соцсетях у нас шел такой стриминг постоянный, да, поэтому репосты, пожалуйста, лайки, что там еще нужно поставить, вот эти вот классы, ставьте, пожалуйста. Всем спасибо.